финальных боев по боксу восьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Говорит и показывает спортивный зал имени Виктора Лебедева, село Маягасы, Усть-Алданский улус. На ринге первая пара боксеров. В красном углу представитель Мирнинского района Рустам Туприн. И ему будет противостоять представитель Намского улуса Рустам Дьяконов. Рефери ринге мастер спорта СССР Николай Никитин. И вот через несколько секунд мы станем свидетелями первого поединка за золото спортивных игр. Всего будет проведено 12 пар. 13-я пара в весовой категории до 86 килограмм ввиду неявки соперника Бориса Савинова на взвешивание. Чемпионом игр стал Петр Егоров, представитель Мегино-Гангаласского улуса. Боксеры без разведки начали бой. Представитель Мирнинского района Рустам Туприн занял центр ринга и начинает прессинговать, зажимать канатом своего оппонента. Болельщики команд, представители команд неистово поддерживают своих боксеров. Напомню то, что вчера прошли полуфинальные поединки. Рустам Туприн со счетом 5-0 одержал победу над Эдуардом Поповым из Нирбинского улуса. А Дьяконов Рустам раздельным решением судей со счетом 3-2 победил хозяина ринга Никиту Ушницкого. Позади первая минута первого раунда. Вот в левом нижнем углу экрана вы видите, какой идет раунд, и отсчет времени до конца первого раунда. Напомню, что по правилам бокса бой длится 3 раунда по 3 минуты. Отдых между раундами составляет 1 минуту. Рустам Туприн зажимает своего соперника канатом, работает первым номером. Рустам работает вторым номером. По правилам встречу обслуживает 5 боковых арбитров. Исход боя решается по их судейским запискам, которые они заполняют после каждого раунда. Вот Рустам вот еще раз попадает, проводит результативную атаку, зажал своего соперника в угол. Осталось 10 секунд до конца первого раунда. На наш взгляд, первая половина осталась за представителем Мирнинского района, но так ли это, решат боковые судьи. Так, в красном углу отдыхает Рустам Туприн. Он представляет Мирнинский район, ему 25 лет, боксом занимается 5 лет. Рустам является кандидатом в мастера спорта России, счет своим поединкам не ведет. Буквально 3 недели тому назад в Якутске Рустам Туприн стал финалистом чемпионата Дальневосточного федерального округа по боксу. Первым тренером Рустама является Иван Иванов. В настоящее время занимается под руководством тренера Вячеслава Делеу.
Начинается второй раунд. Представителю Намского Улуса для того, чтобы одержать победу, необходимо более поменять рисунок боя, извинтить темп. Получится ли у него это, мы посмотрим в течение предстоящих 3 минут. Рустам Туприн проводит результативную атаку. Но напомню, что на ринге обоих боксеров зовут Рустам. Вот представитель Намского Улуса Дьяконов Рустам. Хорошо контратакует. Мы видим то, что среди почетных гостей присутствует советник главы республики, заслуженный мастер спорта Георгий Балакшин. Туприн взвинчивает темп. В течение всех 4 дней соревнований болельщики заполняли спортивный зал в стиле Маягасы и отчаянно болели за своих земляков. Второй раунд проходит в более равной борьбе. Представителю Намского Улуса удалось приноровиться к манере боя своего оппонента. Если в первом раунде, на наш взгляд, преимущество представителя Мирнинского района было более подавляющим, то сейчас рисунок боя поменялся. И второй раунд проходит в более равной борьбе. Осталось чуть меньше половины минуты. Вот. Дьяконов проводит результативную контратаку. Еще раз попадает. Еще раз двойка проходит. Еще раз вот. Очень хорошо работает вторым номером. И вот. У Дьяконова открылось второе дыхание. Второй раунд завершился. И представляем боксера, который отдыхает в синем углу. Рустам Дьяконов. Он представляет команду Намского Улуса. Боксер молодой, ему 19 лет. Боксом занимается 5 лет. У него первый спортивный разряд. На ринге провел 60 боев, из них 51 одержал победу. Лучшими спортивными результатами Дьяконова Рустама является то, что он финалист российского турнира класса в городе Тула, 3-й призер чемпионата республики этого года и 3-й призер Дальневосточного федерального округа в городе Якутске. Первым тренером является Арьян Монастырев. В настоящее время занимается под руководством тренера Максимова. И вот к нам присоединился старший тренер юношеской сборной республики, мастер спорта России Василий Лисицев. Добрый день, Василий. Родион, я приветствую вас и всех любителей бокса, которые сейчас смотрят эти интересные финальные бои. Уже на подходе к залу слышно, какая здесь стоит атмосфера, какой ажиотаж. Да, настоящий праздник бокса. И еще вчера я приехал и отметил, что, конечно, для развития бокса и для популяризации это просто все мои знакомые, которые вчера посетили полуфинальные поединки, остались в восторге и качеством боев, и атмосферой. Ну а сейчас у нас идет заключительный третий раунд. Мы уже видели Туприна Рустама в финале Дальнего Востока. Да. Это наша версия Ахтема Закирова.
Я, к сожалению, не посмотрел первые 2 раунда, но я смотрю бой конкурентный. Да, идет равная борьба. Если в первом раунде более предпочтительно выглядел боксер красного угла, то во втором раунде представитель Намского Улуса сумел поменять ход боя. И сейчас, скорее всего, в этом заключительном раунде мы узнаем, решится исход боя. Мне кажется, Рустам немножко заряжен. Их зовут обоих Рустам. Я вот говорю про Туприна Рустама. Мне кажется, он немного заряжен, летит Да. и вот натыкается на вот эти удары. Более нацелен, да, на победу, Да. заряжен. Вот, боковые удары проходят. Еще раз. Но Дьяконов тоже не остается в долгу. Да, И отвечает. легкими ударами он достаточно много попадает. Для арбитров будет сложно, Непростой да? задачей выявить. определить победителя. Но тем лучше для нас, тем интересней бой. Вот хороший кросс в исполнении Рустама Туприна. И здесь же тут же вылетает Капа. Бой останавливается. По правилам бокса, если второй раз Вылетает Капа, то со спортсмена дают предупреждение, снимают 1 балл. Да, напомним, что главным судьей чемпионата работает судья международной категории Семен Румянцев и техническим делегатом работает Сергей Николаевич Берник из города Москва. Я вчера посмотрел полуфинальные поединки и очень порадовало судейство. Вот осталось 38 секунд. Конечно, спортсмены устали и из последних сил стараются вырвать победу. Тем не менее, темп у ребят очень высокий, такой Да. обоюдный обмен ударами. Вот Дьяконов поймал кураж, опустил руки. 10 секунд. Тренеры, секунданты сейчас просто не могут оставаться на местах, они вскакивают. Все, бой закончен. Напомню, это первая пара, весовая категория до 48 килограмм. И те секунданты считают, что их спортсмены одержали победу. Так, в этом весе бронзовыми призерами стали Эдуард Попов из Нюрбинского района и Никита Ушницкий из Усть-Алданского улуса. Ну что, я считаю, начало финальных боев очень хорошим. Такой отличный бой сразу же. Да. Думаю, дальше нас ждут еще более конкурентные. Да, дорогие телезрители, нас ждет очень увлекательный бой. На ринг выйдут Борис Сидоров и Валерий Толпан-Егоров. И Борис Сидоров, и Валерий Толпан-Егоров — это спортсмены, которые могут представлять нашу республику на уровне чемпионата России. Согласен. Ну, а мы как мы поздравляем. предполагали, да, Рустам Туприн стал чемпионом 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по боксу. И поздравляем всех любителей бокса Мирнинского района С первой золотой с медалью. первой золотой медалью по боксу. Отличный бой. Вот, вы слышите, как скандируют болельщики. Молодец, молодец. Отрадно, да, то, что бокс проходит при переполненных трибунах. Атмосфера, конечно, здесь просто нереальная. Даже не всегда на всероссийских соревнованиях такое можно увидеть, такой ажиотаж. Последний раз я помню такой накал страстей на командном Кубке России. Да, я вчера спросил у Валерия Толпана-Егорова, встречался ли он ранее с Борисом Сидоровым. Он сказал, что они ранее не встречались на ринге, и тем будет интересней бой. Бой будет, мне кажется, очень интересным. Валерий Толбан у нас действующий спортсмен, но он боксирует в весовой категории 48 килограмм. Да, здесь поднялся категории выше. Я думаю, что это правильное решение. Лишний раз себя не мучить с гонкой веса. Ну и сейчас мне очень самому интересно, потому что Борис — это тот парень, который каждый раз, выходя в ринг, может устроить настоящую борьбу. Представляет боксер. Красный угол. Борис Сидоров, мастер спорта. Горный улус.
И в синем углу Валерий Толбан Егоров, мастер спорта, также представитель Сунтарского улуса. И вот болельщики с обеих сторон уже готовы болеть за своих спортсменов. Но, скорее всего, в этом бой, скорее всего, будет равный, да? И победу одержит тот, кто лучше настроился психологически, да, и на морально-волевых качествах. Ну, сейчас мы это и увидим, как сложится бой. Я думаю, что Борис будет идти вперед, поджимать, а Валерий будет больше позиционной работой такой заниматься, с дистанции наносить удары. Вторым номером будет работать. Ну, это наше предположение, да? Конечно. Ну, сейчас посмотрим. Какова установка тренеров. Просто, конечно же, стоит еще отметить, что у нас Борис Сидоров, он все-таки уже не действующий спортсмен. Если Валерий Толбан – это член сборной страны, то Борис в прошлом году как бы закончил. Перешел на тренерскую работу. Он является тренером детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва в памяти Артура Иннокентьевича, имени Артура Иннокентьевича Пахомова. И работает в селе Бердыгостях горного района. И надеемся, что в скором времени его воспитанники примут участие в спортивных играх будущих. Смотрим, Борис у нас поджимает, ведет такой плотный бой, агрессивный, вкладывается в каждый удар. Но Валерий тоже Валерий очень хорошо двигается на ногах. Наносит удары, уходит, смещается. Что делает его, конечно же, ну, это, скорее всего, тренерская установка, да? Да. Не ввязываться в драку. Потому что бой вблизи будет очень смазанным. Да. Ну, как говорится, Бориса хлебом не корми, да? Дай поработать в ближнем бою. Я думаю, что он сейчас как раз-таки на это и настроен, чтобы вывести Валерия на эмоции, заставить его зарубиться. Хорошая атака, Борис пробивает по животу. В принципе, ему это сейчас и нужно. Сбивать дыхание, да? Сбивать дыхание, лишать мобильности Валерия. Прошла половина первого раунда. Болельщики Сунтарского улуса неистово болеют за своего боксера. Их здесь собралось большое количество. Оба демонстрируют хорошие навыки защитные. Да, становишься свидетелем красивого зрелищного бокса. Ну, Валерий уже не один раз доносит джеб очень быстрый. И тут же пропускает. Еще один удар доносит Борис Сидоров. И здесь обоюдный обмен у нас. Идет обмен ударами. Боксеры сошлись в клинче. Концовка раунда. После сигнала стоп наносить удары запрещено. Ну, возможно, что спортсмены при такой шуме просто не расслышали, да, у нас рефери. Все, первый раунд закончился. И мы представляем боксера из красного угла. Борис Сидоров, мастер спорта России, представляет горный улус. Ему 26 лет. Боксом занимается 12 лет. Счет боям не ведет. Борис является чемпионом республики, чемпионом Дальневосточного федерального округа 2016, 17, 18 годов и трехкратный чемпион города Москвы. Также Борис является призером Кубка России в городе Ижевске. Первый тренер Бориса первым тренером является Валентин Аргунов. И в данное время он также тренируется, продолжает заниматься боксом под руководством заслуженного тренера республики Валентина Аргунова. Здесь мы посмотрели лучшие фрагменты первого раунда. Несколько хороших попаданий у нас было от Валерия и от Бориса. То есть раунд достаточно ровный был. Посмотрим, Борис сейчас в таком кураже заходит, начинает раунд. Ну, последние годы Борис занимался в Москве, да, в центральной спортивной клубе. Последние годы, да, Борис представлял город Москву. Начинается рубка, скажем, говоря по-простому, да. Ну, боксеры задали очень высокий темп.
Посмотрим, сумеют ли они удержать такой высокий темп ведения боя. Но мне кажется, что они готовы к этому. И Валерий, и Борис имеют колоссальный опыт выступлений не только на всероссийских соревнованиях, но и на международном ринге. И функционально, и технико-тактическая подготовка, я думаю, им это позволит. Да, во время трансляции вот комментатор Борис Скрипко тоже хвалил нашего боксера, да, Бориса Сидорова, его стиль ведения боя. Он очень профессиональный, он экономный, он идет вперед, руки плотно прижаты к подбородку. Здесь Валерий Толбан, вот, проводит очень результативные атаки. Пока что, как говорится, молодость берет верх над опытом, да? Да. Но впереди еще третий раунд и половина второго. Как мы и предполагали, бой получается очень красивым и зрелищным, да? Плотный и красивый бой, конечно, приятно посмотреть. Именно такой бокс любят, да? Конечно же, это обоюдный обмен ударами, когда такая бескомпромиссная рубка идет. Ну, здесь, мне кажется, очень сильно еще и публика подгоняет своих спортсменов. Заряжает их. У нас оба боксера в центре ринга. Вот Валерий Толбан хорошо держит дистанцию своей передней рукой. Осталось 40 секунд до конца боя. И сейчас боксеры будут стремиться вырвать концовку раунда, да? Провести более активно. Я думаю, что, конечно же, последние секунды они очень сильное впечатление могут произвести на судей. Да, последние 10 секунд. Вот здесь хороший обмен. Валерий Толбан. Все, второй раунд завершился. В синем углу отдыхает Валерий Толбан Егоров. Он представляет команду Сунтарского Луса. Ему 22 года. Боксом занимается 10 лет. Провел на ринге 118 боев. Из них 81 одержал победу. Он является третьим призером первенства России и вторым призером Кубка мира среди нефтяных стран. Первый тренер, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Май Павлов. Очень интересный бой. И вот лучшие фрагменты второго раунда нам показывают, что были обоюдные чистые попадания и с той, и с другой стороны. Опять же, для судей, наверное, это будет непростым боем, то есть непростым решением определить победителя. И здесь стоит отметить первого тренера Валерия Толбана. Это Май Павлов, который воспитал целую плеяду талантливых боксеров. До начала раунда Борис так вскинул свои руки, уверен в своей победе, продолжает идти вперед, навязывать. Но Валерий очень хорошо двигается на ногах, перемещается. Более Хорошо встречает, да, хорошо более разнообразные комбинации проводит Валерий. Осталось 2 минуты. Вот хорошие короткие удары проводит Борис и доносит свои удары до цели. Постоянно прессингует. Ну а Валерий, конечно же, постоянно смещается, уходит. Да, Борис вызывает своего соперника. Атакуй. Рефери дает команду боксировать.
боковой. Достает Валерий левым боковым. Правый прямой, да. Осталась половина раунда заключительного. Темп такой же высокий у нас практически, как и в самом начале. Да, боксеры не сходятся в клинче, не вяжут друг другу руки. Они предпочитают обмениваться ударами, да? Вот оба боксера опустили руки. Остается последняя минута у нас до окончания боя. И еще спортсмены могут повлиять на исход поединка. Поединка, конечно. Борис уходит, но вот здесь отличный удар по корпусу, еще в голову попадает. Снизу в голову, да. Ну, надо сказать, что Валерий достаточно грамотно построил свой бой. Отличные защитные навыки демонстрирует. секунд. Да, заключительный. Меняет стойку Валерий Талбан. Удар в корпус. Поединок заканчивается. На ваш взгляд, кто выглядел более предпочтительнее? Решать, конечно, судьям. Конечно, решать судьям. В целом мне бой очень понравился. Но, конечно, мне чуть ближе стиль, который демонстрирует Валерий Талбан. То есть такой очень аккуратный, больше защитных навыков. Ну да, я согласен, на мой субъективный взгляд, да, Валерий Талбан выглядел более предпочтительнее. Ну и сейчас мы узнаем через несколько секунд исход поединка. Посмотрим, не удивлюсь, если, конечно же, тут в любую сторону могут поднять. Борис уверен в своей победе. И еще раз я повторюсь, но здесь просто невероятная атмосфера. Ну а мы ждем решения. Борис Сидоров является представителем Горного Улуса, в котором бокс начал развивать Александр Александрович Агеев. Благодаря ему вот данный вид спорта, данный вид единоборства до сих пор культивируется в данном районе. Также стоит отметить заслуженного тренера Валентина Аргунова, который воспитал Бориса Сидорова. Раздельное решение. В весовой категории до 51 килограмма 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по боксу завоевал боксер красного угла. Поздравляем Бориса Сидорова. Борис Сидоров. И мы поздравляем Бориса Сидорова с званием чемпиона. Но Валерий не согласен с этим решением. Конечно, любому спортсмену обидно воспринимать данное решение, но спорт есть спорт. Кто-то должен победить, кто-то должен проиграть. Третьего не дано. Конечно, тренеры Сунтарского Улуса были уверены в победе своего воспитанника. Ну и Борис, как говорится, показал, что такое опыт, показал стойкость, постоянно прессинговал, атаковал. Да, получился очень конкурентный бой. Противостояние опыта против молодости. Так, сейчас выйдет следующая финальная пара. Это весовая категория до 54 килограмм. С красного угла выйдет Аял Степанов, Ущалданский Улус. Ему будет противостоять Михаил Хатылыков, представитель Нюрбинского района. Оба спортсмена у нас, если не ошибаюсь, они встречались на первенстве республики. Да, вчера Аял Степанов со счетом 4-1 победил представителя Горного района Андрея Сафронеева, а Михаил Хатылыков со счетом 5-0 победил Кирилла Хлебникова из Алекминского района. Да, сейчас мы тоже ожидаем, что бой получится очень конкурентным, равным.
Я думаю, сейчас очень мы слышим мощную поддержку Да, Аяла хозяева, Степанова. хозяева ринга. Вот, принесли даже барабан. Мощная поддержка. И стучат. Но Михаил Хатылыков — это достаточно опытный спортсмен. Он 96-го года рождения. За его плечами ни один поединок, ни один всероссийский турнир и дальневосточный. И да, мы узнаем, какая школа бокса будет завоюет для себя чемпионское звание. Вот мы видим на экранах красный угол Аял Степанов, синий угол Михаил Хатылыков. Но здесь, я думаю, у нас два боксера, которые предпочитают боксировать на дистанции. Они высокие. Хорошее попадание от Аяла Степанова. Но Хатылыков тоже не остается в долгу. Михаил занял центр ринга, потихонечку сталкивает. Оба боксера очень хорошо передвигаются на ногах. Работает так называемым челноком на боксерском сленге. Я вот вижу Михаила, он так уже несколько раз показывает, что он собирается бить корпус. Да, очень уже попадает 2 раза. Мы видим то, что за боем наблюдает главный тренер сборной республики Владимир Иванович Павлов и советник главы, заслуженный мастер спорта Георгий Балакшин. Вообще на соревнованиях у нас представители Федерации бокса Республики Саха-Якутия представляют это и Афанасий Паскачин, и Федоров Дмитрий Николаевич. Так, здесь стоит отметить, что жеребьевка была слепой, то есть сильнейших не разводили. И уже были такие случаи, когда в первом же поединке встречались 2 явных фаворита. И еще до финала у нас финалы в каких-то весах состоялись чуть пораньше. Прошла половина раунда. Джеб. Михаил Хатылыков доносит до цели, очень быстро бьет. Наносит удар, уходит. Но оба боксера пропускают, да? Ну, как мы видим, они не очень любят у нас вблизи работать, поэтому обычно после своих атак выходят на дистанцию. Вот здесь натыкается на встречный удар Аял Степанов. Доносит удар. Заканчивается раунд. Первый раунд завершился. Не позавидуешь судьям. Да, в красном углу ринга к продолжению боя готовится Аял Степанов, представитель, хозяин ринга. Ему 28 лет, боксом занимается 9 лет. Он является кандидатом в мастера спорта. Счет своим боям не ведет. Аял победитель всероссийских соревнований памяти Сергея Исмаилова, второй призер спортивных игр народов Республики Саха-Якутия 2019 года в Амге. Вот мы видим повтор. Лучшие фрагменты первого раунда. Да. Конечно, повторы не полностью отражают, да? Как проходил, полную картину боя не дают, но вот начался второй раунд. Аял Степанов сразу ринулся в атаку, да. Ну, я думаю, что, конечно, тренеры в углу ему подсказали, что нужно больше атаковать. Он взвинчивать боксирует темп. дома. Возможно, вот такими моментами Аял чутка выбить из колеи Михаила, заставит его ошибаться, нервничать.
слышим, как Очень спортсмены серьезная из Юрбы, поддержка. да, Да. из Юрбы кричат «Нюрба, Нюрба». Напомню, что следующие игры через 5 лет пройдут именно в городе Нюрба. И мы 100% уверены, что боксеры более очень основательно подготовятся, да, к данным Да, соревнованиям. здесь, в принципе, у Нюрбинского района здесь Очень немало много хороших финалистов, спортсменов, да. И, все ребята очень достойно боксируют, сильные, мастеровитые спортсмены. Вот, сильный прямой достигает цели у Хатулыкова. Михаил немного отдает инициативу, но, конечно, в каких-то моментах он действует очень холоднокровно. Иррационально, да? Да. Аял использует такие немного, так, на сленге, опять же, такие грязные приемы. То есть он давит, он навязывает грязь, рубку Михаилу. В принципе, это правильно, это не запрещено правилами. Но и Михаил в долгу не остается. Половина второго раунда позади. Отличное попадание вот сейчас от Аяла было. Мы видим, что оба боксера очень заряжены на победу. Вот это хороший обмен. Здесь натыкается у нас Аял. Чуть на эмоциях действует, бывает спешит. Да, очень равная борьба. И судьям будет очень сложно. Теряет равновесие. Второй раунд заканчивается. Вот. Сейчас спортсмены будут стараться более активно провести концовку боя. Вот Аял вызывает своего соперника, но пропускает левый прямой и в одновременно концовке с гонгом, раунда. да, Михаил проводит правый боковой, который достигает цели. Кстати, у Михаила брат будет боксировать в следующей паре. Родион Хатулыков. Так, Михаилу 26 лет. Боксом занимается 11 лет. Он является мастером спорта России. Счет своим боям не ведет. Михаил является финалистом нынешнего чемпионата республики по боксу, на который прошел в селе Намсы. И в этом году победил на всероссийском турнире класса памяти Валерия Попенченко в Магадане и стал финалистом международного турнира в Хабаровске памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Первый тренер Станислав Попов в настоящее время занимается под руководством тренеров Иванова и Дмитриева. Мы видим у Михаила Гематома, да? серьезная гематома над глазом образовалась. Главное, чтобы она сейчас не закрыла ему глаз и не закрыла обзор. Да, они в перерыве получили указания от тренеров. И, конечно, будут стараться исправлять свои ошибки и вносить коррективы, да? Чтобы поменять ход боя, картину боя. Мне кажется, что сейчас Аялу нужно больше сталкивать Михаила канатом, больше наносить ударов по животу и переводить на голову. Но прежде чем начинать атаку, все равно столкнуть. Аял действует немножко на эмоциях, но где-то это ему и приносит свои плоды. То есть он доносит удары до цели. Да, он заряжен на победу. Вот в углу мы видим представителя Нюрбинского района, которые горячо, даже неистово поддерживают своего земляка. Рефери ринге Ариан Монастырев, представитель Мегагангаласского района. Бой останавливается, Михаила сейчас подведут к врачу, да, который подведет свой вердикт. Сможет ли он продолжить бой или нет, да. Очень большая гематома.
только он сможет решить, сможет Да. ли он продолжить бой или нет. Он Пока с- бой продолжают. Да, спрашивают спортсмена, сможешь ли ты, готов? И он говорит, да. Конечно, Конечно, пылу борьбы, спортсмен, да, очень- выбора нет, но достаточно серьезно. Я надеюсь, что ничем серьезным это не это не завершится. обернется, конечно. Но видно, что Аял на кураже. Джеб, джеб. Михаил наносит очень, джеб. да. Вообще в этом году у Михаила неплохой сезон. И он и на Короткова стал финалистом и выиграл турнир по Пенченко. Сейчас Ой, левый боковой достает Отлично. Михаил, но Пропускает тоже Аял. пропускает, да. пропускает правый прямой от Пошла Аяла. последняя минута заключительного раунда. Я думаю, Спортсмены не намерены сбавлять темп. И за счет морально-волевых качеств, да, они продолжают летит вперед вести Аял. активную борьбу. Хороший снова джеб. Джеб. Да, Пропускает удар. пропускает Аял, да. Что случилось? Так, что-то произошло. Смотрим. Снова удар. Нужно быть внимательней, конечно, Аялу. Еще один Да, удар пропускает Аял. Вот, в конце боя, в конце раунда более результативные атаки проводит Михаил Хатулыков. Михаил показывает, что удар не дошел до цели. И никакого вреда не принес, да. Все, бой закончен. Ажиотаж сумасшедший. Ждем решения судей. Через несколько секунд мы узнаем имя победителя. А пока к выходу на ринг готовится родной брат Михаила, Родион Хатулыков, против Михаила Парникова из Намского района. Это будет финальный бой в весовой категории до 57 килограмм. Михаил уверен в своей победе. Он поднимает гордо над собой флаг Нирбинского района. Но Аял тоже уверен, что в этом бою именно он стал победителем. Действительно, это очень ровный и конкурентный бой. И сейчас мы ждем Мы решения. видим, да, тренера Илью Иванова со своим воспитанником. Да, судьи сказали, что имя победителя будет оглашено после всей программы, после просмотра видеозаписи. Настолько был равный и конкурентный бой, что судьи не смогли определить победителя. Да, действительно, инициатива была на стороне Аяла. Ну а вот точные попадания нужно было, конечно, очень внимательно следить, считать. Да, мы видим более... Серьезную гематому Очень, Михаила да, очень над левым серьезную, глазом. Финалистом весовой категории до 57 килограммов. Михаил Парников, Намский область, Родион Хатулыков, Нирбинский область. Но у нас Да, на следующий ринг финал. приглашается следующая пара. Весовая категория до 57 килограмм. Михаил Парников, Намский, Родион Хатулыков, Нирбинский район. Мы видим, Михаилу оказывают помощь. Так, сейчас будет приглашена следующая пара боксеров. Михаил Парников и Родион Хатулыков. Ну, Михаил Парников у нас достаточно известный, опытный. Это мастер спорта, он чемпион Дальнего Востока у нас. Ну, а Родион Хатулыков — это молодой парень, перспективный. Да, мы вот видим Родиона Хатулыкова. Вчера он победил
Антона Копырина из Алданского Луса, а Михаил Парников разногласием судей победил представителя Нюрнбергского района Яна Алексеева. Вот, пауза затянулась, и вот наконец приглашают четвертую пару финальных поединков. Да, Михаил Парников очень опытный боксер. Он провел 150 боев, из них 120 он одержал победу. Михаил представляет Намский Улус. И против него выходит, скажем так, да, особо неизвестный, да, доселе. Я думаю, что это одно из лучших его достижений, выход в финал этой спартакиады. Да, согласен. Михаил уже в этом году боксировал в финале чемпионата Дальнего Востока, который прошел в Якутске буквально месяц назад. Михаилу 26 лет, его сопернику 22 года. Разница в возрасте составляет 4 года. Но, скорее всего, в боксе особого значения не имеет. Я да, думаю, что в разница этом возраста. весе разница не будет ощутимой. Действительно, гораздо важнее это те навыки, которыми обладают спортсмены, и физическое состояние, в котором они находятся в данный момент. То есть все, что было до, никакого значения у нас иметь не будет. Посмотрим, как сказался чемпионат Дальнего Востока на Михаиле, потому что в любом случае сложные бои были непростые. Нужно было восстановиться, подготовиться. А вот по своему опыту, Василий, вы можете сказать, насколько тушуется вот начинающий малоопытный спортсмен перед именитым? Я думаю, что кого-то это может наоборот мотивировать, собрать, и он подойдет к бою с максимальной готовностью. То есть будет сконцентрирован и собран. То есть темная кто-то, лошадка может победить, да? конечно. А кто-то может, ну наоборот, да, действительно, может это его чуть подломить, может сгореть, переволноваться. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, что Михаил будет как раз-таки разбираться за счет опыта. Да, пользуясь случаем, хочу сообщить, что вчера в Ульяновске завершилась Всероссийская универсиада, в котором в весовой категории до 51 килограмма звание чемпиона завоевал Евгений Мартынов, воспитанник Мегино-Гангаласской школы бокса. Вот поздравляем тренера Василия Юрьевича Шестакова с победой его подопечного. Конечно, это для Евгения не самое большое достижение, но действительно это важная победа на универсиаде для Евгения. Сейчас... Да, из-за того, что универсиада проходит как раз в эти сроки, он не смог участвовать приехать, на спартакиаде у нас. Мы смотрим, Михаил у нас, как мне кажется, пока чуть более точный, действует расчетливо, спокойно, очень хорошо встречает, он уже так поменял стойку, оба боксируют в левше, оба меняют стойки. Ну, думаю, за счет своего более богатого опыта Михаил должен доминировать на ринге. Да, я думаю, что он достаточно экономно будет боксировать. Все попытки Родиона навязать вот этот ближний бой, размен ударов, он будет его гасить в клинче. Вот снова мы видим клинч. Михаил достаточно грамотно умеет работать в нем. Снова попадание. Завершается И первый еще раунд. одно Да, попадание. Михаил очень хорошо попал. Родион улыбается почему-то. Я думаю, что это такой тоже один из способов показать, что ничего серьезного. Ощутимого вреда эти удары не принесли, да? Да, урона особого нет, но опять же судьи они будут смотреть на все точные попадания. Да, вот на экран мы видим представителя Нюрнбергского района Родиона Фатылыкова. Аян Иванов, его секундирует
Интересно, конечно, что сейчас они ему посоветуют. Является чемпионом республики за борьбу 22 года. Родион является, у него первый спортивный разряд, боксом занимается 4 года, счет боям не ведет. В этом году он стал призером всероссийского турнира класса А памяти Валерия Попенченко в городе Магадане. Тренируется под руководством тренеров Альберта Иванова и Станислава Потапова. Первый раунд, мне кажется, был точнее Михаил. Да, мне тоже так кажется. Сейчас посмотрим, что же Родион, как будет менять ход поединка. Ну, Родиону, да, терять нечего. Панели пропал. И он может там вести более активный бокс. Ему нужно просто сейчас Да. навязывать этот бой, что-то менять. Михаила все это устраивает, ход поединка. Поэтому он так и будет продолжать спокойненько боксировать. За счет контроля дистанции. Вот попадание хорошее было с передней рукой. Михаил не настоящий левша, поэтому у него удары с передней руки более акцентированы мне. Вот он спокойно уходит, все видит. Да, грамотно и рационально боксирует, да? Вовремя атакует, вовремя уходит с дистанции. Вот Еще одно раз. попадание. Бросается Родион с центра. Михаил спокойно уходит, он видит. Я думаю, что Михаил засекает момент предшествующей атаки Родиона. Он уже это вычислил. И спокойно где-то или клинчует, или уходит. Выполняет простой шаг Да, назад. после первого раунда, скорее всего, Михаил еще стал более уверенным, да? Ну, наверняка они делали видеозапись прошлых боев и анализировали, делали выводы, выстраивали тактику боя. Вот, да, очень хорошая атака. Ну да, действительно, здесь у Михаила просто колоссальный опыт. И он уже уверенно боксирует. Прочувствовал. Осталось чуть меньше минуты до конца второго раунда. Каждый раунд длится по 3 минуты. И боксеры между раундами отдыхают по 1 минуте. Мы видим, Михаил достаточно рационально использует, не старается там выбрасывать много ударов. Наносит попадание, выходит на дистанцию, встречает. И снова просто ждет своего соперника, когда он на него полетит. Да, вот. Вот, отлично. Очень результативные атаки проводит. Да, Очень еще узко раз. бьет. Напомню, что финальные бои проходят в спортивном зале имени Виктора Лебедева в селе Маягасы у Салданского Луса. Вообще здесь спортивные игры проходят в атмосфере настоящего спортивного праздника. На всех соревнованиях. Очень большой накал, очень острое соперничество. Даже у нас на месте нашего проживания все смотрели сегодня волейбол, болели все команды, общаются между собой. Вот на экране мы видим Михаила Парникова из Намского Луса. Ему 26 лет, боксом занимается уже 13 лет. Он является мастером спорта России. Провел на ринге 150 боев, из них 120 одержал победу. Он является действующим чемпионом республики и финалистом Дальневосточного федерального округа. Первый тренер Дмитрий Черноградский. Сейчас нам показали Михаила, и выглядел он не очень свежим, немного уставший. Но действительно, здесь в зале еще достаточно жарко. Да, влажно. Не самые простые условия для спортсмена. В отличие от предыдущего боя, да? Бой проходит более
в другом темпе. Он спокойно, я думаю, Михаил просто очень экономно сейчас, рационально использует свои силы, не поднимает темп. А то, что хочет Родион там поднять темп, он это гасит вовремя. Михаил работает вторым номером на контратаках. Вот хороший удар по корпусу. Сбивает дыхание соперника. Вот. Двойка тоже проходит. Отличный апперкот. Заходит с левой руки. Очень зряче действует Михаил. Находит бреши в обороне. Да, и очень хорошо уходит нырками и проводит различные комбинации. Ну, скорее всего, мы можем назвать для него это как бы спарринг бой, да? Тренировка. Конечно, сложно так сказать. Спарринг в любом случае это и атмосфера, и все это накладывает свой отпечаток. И вес, потому что спортсмены взвешивались сегодня. То есть, конечно же, здесь ответственность, приходят все болельщики. Но действует он достаточно спокойно, уверенно. И мне показалось, что он 2 раунда предыдущие он забрал с хорошим преимуществом. Поэтому сейчас видно, что он расслаблен. Да. И квалифицированные судьи, да, тоже считают бой, подсчитывают количество нанесенных точных ударов. Но Родиону здесь уже ничего не остается, кроме как идти вперед, просто выбрасывать удары. Осталось 10 секунд. Вот. Делает все, что может Родион, но Михаил, конечно же, в контратаках гораздо предпочтительнее выглядит. Все, бой завершился. Следующим на ринг выйдет боксер весовой категории до 60 килограмм. Это Николай Пшенников, представитель Хангаласского улуса, и Егор Васильев, представитель Нюрбинского района. Мне кажется, это будет один из самых интересных боев этого финала. Вообще Николай Пшенников, можно сказать, что он открытие этой спартакиады, но, конечно, мы его знаем очень давно, и он своим ярким боксом очень радует. Радует, как он прибавляет, как он боксирует на таком кураже с азартом. Приятно смотреть. Единогласным решением судьи 5-0 и чемпионом 8 спортивных игр Народной Республики Саха-Якутия по боксу завоевал боксер Красного угла. Мы поздравляем Михаила Парникова. Да, Михаил Парников стал чемпионом 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия и вошел в историю спорта республики. Да, а также поздравляем команду Намского улуса и тренера Гаврила Терентьева с победой его воспитанника. Вот тренера как раз мы видим. Ну а у нас весовая категория 60 килограмм. Пшенников Николай, это вчерашний юниор. И Егор Васильев. А Егор Васильев это уже матерый спортсмен, мастер спорта. Да, разница в возрасте существенная. Егор старше своего молодого оппонента на 9 лет. Николаю Пшенникову всего 18 лет, но он здесь показал очень хороший и красивый, качественный, зрелищный бокс показал. Я просто несколько боев его смотрю. Он так прошелся играючи по лидерам. И очень готов функционально. Функционально вообще Николай воспитанник Хангаласской школы бокса, тренировался у Устинова Вячеслава. Сейчас он учится в колледже Олимпийского резерва города Новосибирска. Он студент первого курса, он заканчивает в этом году первый курс. В этом году он выиграл всероссийские соревнования
на призы Арбачакова. Ну и посмотрим. Николай, мне кажется, выберет такую манеру. Он очень подвижный, очень техничный парень, чувствительный. Будет встречать, но все время нависать на своем сопернике. Да, что мы сейчас и видим. Он забирает площадь. Ну, Егор является двухкратным чемпионом республики 14 и 17 годов. Боксер многоопытный. Он мало того, что многоопытный, он на этих соревнованиях убрал лидеров сборной республики. В первом бою он выиграл Валентина Иванова, новоиспеченного чемпиона Дальнего Востока. Да, вчера Васильев Егор победил Григория Павлова из Сунтарского Луса, а Николай Пшенников победил хозяина ринга Виталия Стручкова. Мы смотрим, очень агрессивно. Очень агрессивный бой. Николай показывает, что он заряжен. И возраст его оппонента вообще его никак не смущает. Звучит команда «Стоп», но в пылу борьбы спортсмены не слушают команду. Николай расслаблен и опускает руки. И, возможно, он этим провоцирует Егора на атаку. Отлично. Но Николай, конечно, удивляет тем, как он прессингует, на каком кураже он боксирует. Но Егор тоже, как говорится, не лыком шит. Посмотрим, он очень внимателен. Хороший удар по печени в исполнении Пшенникова. Очень внимателен Егор. Ведет работу через джеб, не подпускает Николая к себе очень близко. Пошла последняя минута Вот первого здесь раунда. Егор доносит хороший встречный удар. Конечно, Николаю нужно быть чуть внимательнее. Очень хорошо проходит этот удар на оттяжке у Николая. Из-за шума спортсмены не слушают команды рефери. Вот так. Расслаблен, подвижен. Да, оба опустили руки и вызывают друг друга. Скорость немного повыше у Николая. Мне кажется, вот он в конце доносит все-таки два точных удара. Мы видим, Николай у нас убирает стул и не будет садиться. Так, Николаю Пшенникову всего 18 лет. Боксом занимается 11 лет. Провел на ринге 157 боев, из них 132 одержал победу. В этом году Николай стал победителем всероссийского турнира на призы прославленного боксера Юрия Арбачакова. Первый тренер Вячеслав Устинов, который в данное время ему и секундирует. В прошлом году Николай выиграл первенство Дальнего Востока среди юниоров в весовой категории 60 килограмм. Ну а на первенстве России он дошел до четвертьфинала. В двух боях одержал победу. И в четвертьфинальном поединке, к сожалению, проиграл победителю первенства России. Да, Николай в Новосибирске занимается у своего земляка Юрия Емельянова, который родом из Хангаласского Луса, из поселка Катылдыра, который в настоящее время работает в колледже Олимпийского резерва. Он да? сейчас является старшим тренером, главным тренером Новосибирской области. Ну а также курирует отличные удары, да, проводит Николай. Отличная манера ведения боя. Она такая очень зрелищная. Да. Да, мы видим, что в этой весовой категории у нас появился новый лидер, да? Да, мы, конечно же, мы можем смело сказать, что это Николай, но проводит атаку в корпус, да?
Это первый год, когда он перешел во взрослый бокс и уже показывает достаточно качественный и зрелый. Да, Он уверен в себе. Ну, в боксе очень большая проблема в том, что при переходе из юниоров на взрослый уровень многие спортсмены теряются, да? Теряются. Бросают свои активные занятия боксом. Немало талантливых боксеров пропали, ну, скажем, образно, да, из мира бокса. Конечно, потому что это достаточно непросто. Снимаются шлемы, тейпы одеваются на руки. Ну и они заканчивают школу, да, и родители настаивают на том, чтобы они выбрали спорт учится. или учебу. Отличное попадание. Очень, да, красивый бокс дарит нам Николай Пшенников. Он Бокс, готов, который, да, нравится зрителям. он очень хорошо готов функционально. Да, плюс мы видим то, что он не устоит вообще, да, вот Да, и заданный обладает- высокий темп он поддерживает до середины держит, второго идет раунда. вперед, инициативу он забирает. И плюс он обладает хорошими боксерскими и защитными навыками, и атакующими. Захватывает центр ринга и показывает более Джеб активное желание к победе. О, выпала капа. поднимает. Егор не слышит команду рефери. Болельщики Нюрбы активизировались, они скандируют «Нюрба, Нюрба», тем самым поддерживая своего боксера. Непростой бой для всех спортсменов, которые вышли в финал. По пути к финалу они уже отбоксировали по 2 боя. Это 3-й бой в достаточно сжатые сроки. Да, и в таких условиях, где мало воздуха, большая концентрация влажности. Народу очень много, публика, погодные условия, у нас жара на улице стоит. Да, кислорода мало, даже мы, комментаторы, на себя ощущаем, да? Жарко у нас и в прямом, и в переносном смысле. Да, Заканчивается. второй раунд. Так, представляем боксера в синем углу. Егор Васильев, ему, как мы уже говорили, 29 лет. Боксом занимается 15 лет. Он мастер спорта России. Счет боям не ведет. Является двукратным чемпионом республики, призером чемпионатов Дальневосточного федерального округа, призером первенства России среди студентов и победителем спортивных игр народов республики 2014 года. Первый тренер Иван Васильевич Степанов в данное время занимается под руководством тренера Николая Дмитриева. Если я не ошибаюсь, Егор работает преподавателем в Институте физической культуры и спорта. То есть свою, так скажем, профессиональную боксерскую деятельность он уже закончил давно, но решил выступить, помочь родному Улусу и выступить на этой спартакиаде. Что у него, кстати, неплохо и получается, достойно уважения. Держит себя в такой хорошей форме. Николай проводит результативную атаку. Очень хорошо у Николая получается вызов с дальней руки и встреча с передней руки на оттяжку. И очень хорошо двигается на ногах. Он поймал кураж. Вообще это действительно очень импонирует, когда спортсмены боксируют на таком кураже, с азартом. Приятно посмотреть. Идет третий раунд, но темп боя не спадает. Оба боксера поддерживают высокий темп. Это свидетельство о том, что они функционально очень хорошо подготовлены. Передняя рука очень хорошая. Николай быстрый. Видно, что он расслаблен. Вот еще одно попадание на оттяжке. Вообще, конечно же, большую роль играет то, что Николай сейчас учится в училище Олимпийского резерва в городе Новосибирск. Вместе с ним тренируется финалист чемпионата мира, неоднократный финалист чемпионатов России, его спарринг-партнер Шахриер Ахмедов. И, конечно же, это
ну, влияет на развитие его уровня, его спортивного мастерства. После этого боя мы станем свидетелями не менее интересного поединка. Я бы даже сказал, что мы станем свидетелями самого ожидаемого года последних лет. Да. Встретятся Айтал Дьяконов из Мегина Кангаласского улуса и Петр Васильев, представитель столицы республики. К сожалению, вот Николай получил небольшое повреждение. И сейчас врач решит. Но у нас остается 1 минута. Я думаю, что не будет большой проблемы ему добоксировать. Да, врач разрешает. И я думаю, что это правильно, конечно. Да, поединок продолжается. Ну и для наших телезрителей объясним, если бы врач остановил, то как бы определили победителя? Победителя бы определили по судейским запискам. По судейским запискам, которые были у нас на момент остановки боя. Отлично, на сайдстепе он встречает Николай. Вот, рана открылась, идет кровотечение, но в пылу борьбы Николай особо последние секунды боя. Вот снова навстречу попадает, уходит. Поймал кураж. Да, Николай радуется. О, очень хороший встречный удар. Пропускает Егор. Защищается плечом. Егор вызывает своего оппонента. Подвижный на ногах. Попадает. Да, очень хорошую контратаку проводит. Все, бой завершился. Отлично, это красивый очень поединок. Порадовал, порадовал нас. И надеемся, что телезрители тоже получили наслаждение от красивого зрелищного бокса. Мне кажется, что даже через телеэкран вся атмосфера передается. Кстати, у нас на финал подошел наш министр спорта Леонид Николаевич Спиридонов и лично наблюдает за боями. Через несколько секунд мы узнаем имя победителя весовой категории до 60 килограмм. Кто же станет чемпионом 8 спортивных игр? Николай Пшенников или Егор Васильев? Оба спортсмена выходят с флагами своих улусов. 5-0 счет. И стал чемпионом весовой категории до 60 килограммов 8 спортивных игр Народной Республики Саха-Якутия по боксу. Завоевал боксер красного угла. Поздравляем Николая Пшенникова с первым титулом на взрослом уровне. Он стал чемпионом 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия весовой категории до 60 килограмм. И всю команду Хангаласского района мы поздравляем с этой победой, золотой медалью. Егору Васильеву огромное уважение. Это действительно несмотря большой... на то, что он завоевал серебряную медаль. Он преподаватель Северо-Восточного федерального университета, Института физкультуры. Держит себя в такой форме, на таком высоком уровне. Приятно посмотреть. Да, дорогие телезрители, наш супербой между Петром Васильевым, красный угол, и Айталом Дьяконовым, синий угол. Айтал Дьяконов у нас это боксер, который добился больших высот в любительском боксе, в юношеском, в юниорском боксе. Он был неоднократным и победителем первенств России, участником первенств Европы и первенств мира. Боксировал с Шакуром Стиновисом. Да, в 2013 году в Киеве на первенстве мира. И бой был там достаточно неоднозначный. Там подняли руку Стивенсону, но можно было смело, конечно же, победу отдавать и Айталу. Ну а в красном углу ринга Васильев Петр. Это наш боксер-профессионал. Его рекорд 5 боев, 5 досрочных побед. Он представляет город Якутск. Вот мы видим Айтала Дьяконова со своим тренером Василием Шестаковым. Но здесь, мне кажется, все уже понятно. Васильев Петр пойдет вперед. Он осуществит жесткий прессинг, он будет бить по корпусу. Задача Айтала Дьяконова — это удержать его на дистанции. И работать на ногах, да? Работать на ногах, доносить легкие, быстрые удары. Работать передней рукой должна быть очень поставлена.
Ну и контрработа, то есть это встречные удары, это смещение. Будет принципиальный поединок. Это будет бой двух стилей. Да. Посмотрим. И вот бой начался. Айтал работает Как и предполагали, Петр с первых же секунд бросается вперед. Но я думаю, что именно это и нужно делать Васильеву. Айтал у нас левша, Петр правша. Это тоже такое классическое противостояние. Левши с правшой. Возможно, не стоит. Вот это было отличное попадание, но, возможно, не стоит спешить так у нас. Рефери в ринге, судья международной категории Александр Мынта, город Нерюнгри. Да, как мы предполагали, Петр зажимает своего оппонента канатом. Пропускает сейчас удар с правой. Но Айтал грамотно вяжет. Вот удар по печени. Петр, конечно, очень заряжен. Здесь без практически всякой подготовки. Просто набрасывается он на соперника, на своего. И не дает ему времени на подумать. Он все время в атаке, он все время рядом. Но я думаю, что для Айтала это не сюрприз. Он должен быть к этому готов. Да, он ожидал то, что Петр будет вести бой в таком стиле, в такой манере. Снова на дистанции. Айтал пытается удержать. Раздергивает соперника Петр. Половина боя позади. Первого раунда, то есть. Такой хороший обмен здесь. Айтал встречает. Очень Еще хорошо одно попадает, да, попадание. передней рукой. Айтал. Я думаю, что сейчас Петру Васильеву стоит больше наносить ударов, конечно же, по животу. Чтобы сбить дыхание своего визави, да? Есть такая боксерская поговорка, что путь к голове боксера лежит через его живот. Да. Вот, Айтал тоже попадает передней рукой. Да, несколько точных попаданий в середине боя, неплохих было. Петр пока действует чуть размашисто. Ну да, при таких размашистых ударах, конечно, затрачивается больше энергии, да? Ну и самое главное, что Айтал это видит. Но вот здесь Петр доносит уже хороший такой кросс. Вот, раздергивают друг друга. Стараются вызвать. Оба заряжены. Попадание точное. Я Айтал. думаю, сейчас Васильеву Да, нужно Айтал. собраться и не спешить, не спешить. Отличный первый раунд. Да, ну, В принципе, первый этот раунд. бой оправдывает свои ожидания. Петру Васильеву 27 лет, он представляет столицу республики. На ринге провел 325 боев, из них 300 одержал победу. Он является семикратным чемпионом Дальневосточного федерального округа, победителем международного турнира класса А памяти Короткова 2015, 16 и 17 годов. Первый тренер Михаил Валь в настоящее время тренируется под руководством своего отца Василия Васильева. Заслуженного мастера спорта по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта России. Да, вот мы видим повторы. Первый раунд у нас очень отлично прошел. Начало, мне кажется, выиграл у нас Петр. Он так завладел инициативой. Но середина боя, конечно, Айтал. Середина раунда. Середину раунда Айтал, конечно, тоже Да, там и было... начинается второй раунд. Сталкивать нужно Петру. Ну а Айтал удержать на дистанции. Работать Да. под углами, смещаться. И Айтал у нас передвигаться левша. на ногах, да? Левша и бьет по печени очень жестко. Да, Айтал прирожденный левша. Первого успеха он добился в 2011 году на республиканском турнире на призы фонда «Дети Саха-Азия». Вот, Петр проводит Два хороших удара, да. заряженные. Мне кажется, нужно чаще атаковать все-таки
корпус Айтала. Петр начал заниматься боксом в детской юношеской спортивной школе номер один города Якутска по улице Дзержинского, Михаила Вал, который сейчас в данное время ему и секундирует. Да, у нас Петр пришел к нам еще в детстве. После того, как он закончил школу, он уезжал тренироваться в город Комсомольск-на-Амуре. Сейчас он вернулся, продолжает уже карьеру в профессиональном боксе. Вот здесь выбрасывает много ударов. Да, зажал канатом Петр. Петр бросается в атаку. Не меняет свой стиль. Еще один удар. Да, пропускает Айтал. Вот здесь уже Айтал отвечает точным попаданием. Идет обмен. Да, арбитром не будет просто, да, выявить победителя в данном поединке. Очень конкурентный бой. Да, спортсмены стоят друг друга. Арбитр говорит, что нужно слушать команды. Завершается раунд. Спортсмены выжидают. Вот звучит. Последние 10 секунд. Последние 10 секунд. Айтал достигает цели, поднимает руку. Раунд заканчивается. Действительно, очень плотный, ровный бой. Для продолжения боя готовится мастер спорта России, представляющий Мегино-Кавказский район. Айтал Дьяконов боксом занимается 13 лет. Он мастер спорта России. Провел 86 боев, из них 73 одержал победу. Он является победителем, чемпионом республики и чемпионом Дальневосточного федерального округа этого года. Первый тренер Ариан Монастырев, а в настоящее время занимается под руководством заслуженного тренера республики Василия Шестакова, который в данное время ему и секундирует. Сейчас мы просмотрим лучшие фрагменты второго раунда. Мы видим, как Петр проводит очень много, выбрасывает, да? Многоударную комбинацию. Да, очень много ударов. Все, начинается заключительный раунд. Я думаю, он станет, наверное, еще и решающим. Да. Боксеры отдадут победе все силы до конца. Айтал уходит. Мне кажется, не стоит вот прям лететь так на Айтала, потому что для него это хлеб. Он уже не раз встречался с такими спортсменами. Вот то, что нужно. Да, вот это вот. Айтал очень хорошо чувствует. Рефери отсчитывает счет. Петр с этим не согласен. Я, честно говоря, тоже не понял, что там за счет у нас такой. Что произошло. Да, активизировались болельщики Айтала Дьяконова. Но я думаю, на боковых судей этот нокдаун никак не повлияет. Да, Айтал вяжет руки. Вяжет, грамотно сушит бой. Да. Потому что в поединке с таким соперником, да, конечно, то очень хорошо попадает. Встречный удар. Прошла половина раунда заключительного третьего. Многочисленные болельщики снимают на свои мобильные телефоны данный бой, и, скорее всего, да, в социальных сетях он получит очень большое распространение. Очень высокий и красивый по содержанию бой демонстрируют оба боксера. Это два наших лидера, да, в настоящее время, конечно, данной весовой категории. Айтал завоевал
путевку недавно на чемпионат страны. И в конце сентября в Чите будет защищать честь республики на чемпионате страны. Красиво. А Петр Васильев будет продолжать выступать на профессиональном уровне. Действительно, очень интересный бой. Да, Смотреть перед какой боем такой. многие специалисты склонялись к тому, что исход боя составляет 50 на 50. Ни у кого не было явного преимущества. И никто не мог предугадать попадание, точно да, попадание. у Айтала. Да, в зале стоит неимоверный шум. Последние 10 секунд. Да, Петр ожесточенно бросается на Айтала. Удар хороший. Все, бой завершился. Отличный бой. Отличный, Благодарим да. ребят за Да. эти эмоции. Настоящие джентльмены, да? Соперники в ринге, но отдают уважение друг другу, обнимаются. И сейчас, через несколько секунд, мы узнаем имя победителя, имя чемпиона весовой категории до 63,5 килограмм. Кто же станет чемпионом 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия? Вот мы на экране видим Айтала Дьяконова и его тренера Василия Шестакова. Ну, Айтал особо сильно не устал, кажется, да? Посмотрим. Мне кажется, вот третий раунд он был немного лучше, но как отдали предыдущие два, мне неизвестно. Но сейчас мы все узнаем. В любом случае, это был отличный бой. Да. И Петр и Айтал порадовали всех поклонников бокса. Болельщики скандируют Айтал, Айтал, но вердикт вынесут судьи. Мы ждем подсчет очков. Напомню, что главным судьей чемпионата работает судья международной категории Семен Румянцев из Бердикисяха, главным секретарем Гаврил Стручков из города Якутска, техническим делегатом Сергей Николаевич Бердик из города Москва. Ну а сейчас мы узнаем уже имя. В этом бою с равногласием в судейских записях 4-1 и стал чемпионом. Да, технический делегат Сергей Бердник вмешивается. И сейчас мы узнаем. Настоящий ажиотаж у нас Да. здесь в зале. Победитель будет объявлен после Да, программы. победитель этого поединка будет объявлен после просмотра видеозаписи. Но тем не менее мы увидели очень красивый, зрелищный бой. Да, вот. От имени председателя Организационного комитета 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Сергея Васильевича Мясникова за плодотворное сотрудничество и неоценимый личный вклад в Да, сейчас возникла пауза. В следующей весовой категории до 67 килограмм на ринг выйдут Егор Семенов, Верхневилюйский ЛУС, и Александр Литовченко. Далее на ринг выйдут боксеры в категории до 71 килограмма Борис Исаев Мирнинский против Прокопия Яковлева из Сунтарского. В категории до 75 килограмм встретятся Эльмар Амаров, город Якутск, против Романа Обутова из Тактинского УЛУСа. В весовой категории до 80 килограмм Шамиль Наурузов, Меган-Гангаласский УЛУС, будет противостоять Ивану Ерыгину из Мирнинского района. В следующей весовой категории до 86 килограмм, как мы уже ранее объявляли, Борис Савинов не явился на взвешивание. Таким образом, чемпионом становится Петр Егоров, представитель Меган-Гангаласского УЛУСа, с чем его и поздравляем. В весовой категории до 92 килограмм в финале встретятся. Золотую медаль будет оспаривать Сергей Исаев, представитель Южной Якутии, Нерюнгринского района.
против Сергея Укоева из Намского Алуса. И, наконец, в супертяжелой весовой категории свыше 92 килограммов Алексей Шахов из Алданского района встретится с Петром Константиновым, хозяином ринга. Наконец, приглашают в следующую пару весовой категории до 67 килограмм Егора Семенова, Верхневылюйский Улус, и Александра Литовченко, Еренгринский район. Егор Семенов у нас молодой спортсмен, 2000 года рождения. Сейчас он проживает у нас в городе Екатеринбурге, где учится. До финала он одержал победу над представителем города Якутска. И вчера он одержал победу над Максимовым Саидом из Нюрбинского района. А вот Литовченко Александр вчера одержал победу над чемпионом республики, сильным боксером Мартином Пустоляком, представляющим Северо-Восточный федеральный университет. Сейчас будет интересно посмотреть на этот бой. Да, Александр у нас... Егор вчера провел очень красивый бой. Красивый техничный бой, но и Александр не менее интересный бой провел. Александр у нас, настоящий, можно сказать, ветеран, на этих соревнованиях. Да, возрастной боксер. Самый возрастной, один из самых возрастных спортсменов. Новоиспеченный чемпион Дальневосточного федерального округа, да? Чемпион Несмотря на это. Федерального округа. Но стоит только приветствовать, да, такое спортивное долголетие. Мы смотрим, Егор становится в углу и так ждет, хочет встретить. То есть, ведут разведку, да? В отличие от предыдущего боя, темп боя не очень высок. Александр атакует грамотно по животу. Но Егор также не остается в долгу. Егор очень быстрый, подвижный спортсмен, с хорошей функционалкой. Мне очень вчера понравился его бой, полуфинальный бой. Против Максимова Саида. Да. Как и Николай Пшенников, Егор единственный представитель, финалист от Верхневылюйского Улуса. Вот точный удар в корпус доносит Александр. Александр сталкивает, поджимает соперника и здесь выбрасывает большое количество ударов. Зажимает в углу. Ну а Егор отдает пространство Александру. Я думаю, он это делает осознанно, то есть вытягивая его на себя, заставляя выбрасывать удары и, возможно, хочет подловить, как вот сейчас он это сделал. Стиль бокса у него такой, да, более легкий. В контратакующей манере. Егор у нас в двух стойках работает, то есть он достаточно комфортно себя чувствует и в левше, и в правше. Вот у него очень длинные руки, вот он, видим, как он достает передней рукой. Александр пытается нанести удар, такой кросс в голову, но не получается. Вот, достает передней рукой, да? Джеб в исполнении Егора, навстречу натыкается Александр. Но удар смазанный у нас. Вот сейчас, вот здесь. Получается, у нас сегодня в двух поединках имя победителя мы не узнали, да? Пока что, да. Слишком были равные бои. Очень ровные бои, конечно, и определять, вот так сидеть нам отсюда, когда у нас... Так, мы смотрим у нас между спортсменами. Тем временем у нас завершается первый раунд. Так, в красном углу продолжение боя готовится Егор Семенов, представитель Верхневылюйского Улуса. Ему 21 год. Боксом занимается 11 лет. Он является кандидатом в мастера спорта. Егор на ринге провел 85 боев. Из них только в 5 потерпел поражение. Он является победителем универсиады Свердловской области, финалистом чемпионата Свердловской области. В настоящее время тренируется под руководством тренера Александра Петрова и Михаила
Сабурова. Первый тренер Захаров. Мы смотрим лучшие фрагменты первого раунда. Вот здесь у нас Александр. Размашистый боковой удар, да? Ну, а вот здесь уже точно доносит боковой. А Егор отвечает апперкотом. Начинается второй раунд. Егор Да, снова вот. джебом доносит, так Выбрасывает щелкает. руку. Да, напомню, что бронзовыми призерами данной весовой категории стали Саид Максимов из Нербинского района и Артин Пустеляков, представитель Северо-Восточного федерального университета. Александр сталкивает, идет, пытается навязать ему такой обмен. Но Егор пока грамотно удерживает дистанцию. Егор, да, Егор очень хорошо попадает. В таких резких контратаках. Снова передняя рука. Но вот то, что Александру, мне кажется, сейчас не хватает, это какой-то легкости. Он заряженный, и Егор это прекрасно видит. Ну, Василий, вот как мы узнали, Егор занимается боксом в Свердловской области, то у него более другая школа бокса. Ну, вообще, Егор ровно год назад уехал в Свердловскую область учиться. Ну, отрадно, что он там продолжает заниматься, да? Конечно. Я думаю, что он один из мотивирующих моментов его был, это повышение спортивного мастерства. Именно в Свердловской области. Да, где сейчас очень сильная школа бокса. там и сильная школа бокса, и плюс сейчас там на подъеме развивается профессиональный бокс. Там есть лига РСС, где РСС это... российская... Так, это российская лига, в которой у нас и по смешанным единоборствам проходят бои, а также по профбоксу. Дмитрий Бивол с ней подписал контракт на 4 боя. Да, наш в прославленный боксер, который в прошлом месяце одержал очень хорошую победу, да? Над Саулем Альваресом. И сделал Поэтому, очень весомую заявку, да? конечно. Поэтому я думаю, что для того, чтобы попасть в профессионалы, Екатеринбург отличная площадка. Ну, вернемся к нашему бою. Спортсмены чуть подустали, начали клинчевать. Ну, конечно, разница в возрасте ощущается, да? Да, но Егор пока все, мне кажется, контролирует. Егор выглядит более свежим. Ну, Нерюнгринский район, да, в недалеком прошлом был лидером бокса в Якутии, когда там работал Николай Георгиевич Размахнил, который воспитал целую плеяду хороших боксеров. Вот пропускает Александр удар. Да, под призера занавес. первенства мира Сергея Исмаилова. Призера Торопова. Да. То есть, ну, там Александра Самойлова, Вадима Лихмана. Конечно, там целая плеяда Кстати, стоит спортсменов. отметить то, что Самойлов и Лихман ради интересов команды, несмотря на свой возраст, вышли на ринг. А сейчас они секундируют Александра. Да. Конечно, опытные боксеры. Ну и нельзя забывать имя Сергея Кожемякина, который, к сожалению, светлая ему память, да, в этом году покинул нас. Все предыдущие спартакиады он был как раз-таки руководителем спортивной боксерской команды. Но вот в этом году продолжает его дело его воспитанник Александр Самойлов, мастер спорта международного класса. И надеемся, то, что Нерюнгринская школа бокса, воспитанники не раз заявят о себе, да? Появятся новые звезды. И сегодня у них есть еще один финалист. Это Сергей Исаев, молодой парень, который боксирует до 92 килограмм. Рефери ринги бросить не бороться. Так, третий заключительный раунд. Финальный бой в весовой категории до 67 килограммов.
В синем углу боксирует Александр Литовченко. В красном Егор Семенов, верхний лишний луз. Падают спортсмены на канвас. Действительно, очень заряжены оба спортсменов. Ажиотаж в зале гонит спортсменов вперед. Какие-то эмоции выводит. Поэтому бои такие получаются очень эмоциональные. Никто не хочет отдавать победу. Да, конечно, никто не хочет отдавать победу просто так. Здесь идет, кроме личных интересов, и командная борьба. Конечно. Да. Ну а команды поддерживают и гонят вперед. Отличное попадание еще от Егора. Уважаемые телезрители, напоминаем, что трансляция ведется на телеканале Якутия-24 и на YouTube-канале НВК Саха. А также вечером вы увидите записи данные поединки по телеканалу НВК Саха. Следите за телепрограммой. Такой достаточно вязкий третий раунд получается. Я думаю, Литовченко апеллирует к рефери. То, но что его Егор... визави держит за руку. Да, видно то, что боксеры подустали. Хороший темп они завели в самом начале. Остается чуть больше 30 секунд. Егор боксирует с опущенными руками, провоцируя своего соперника на... Но пропускает, да? Да, но вот сейчас пропустил, не получилось встретить. А вот здесь насколько попадает. Ну и остается последние 10 секунд у нас поединка. Здесь у нас спортсмены проваливаются, летят с ударами. Все, звучит гонг. Гонга не слышно из-за поддержки, горячей поддержки болельщиков. Тут у нас и барабаны, и девушки кричат, и... Скандируют, да? Ну а следующий бой у нас тоже ждет один из, наверное, самых интересных поединков этого финала. Исаев Борис, представляющий Мирнинский район, и Яковлев Прокопий, представляющий Синтарский улус. Да, Прокопий недавно стал финалистом чемпионата Дальнего Востока. Вообще Прокопий, я уже не раз говорил, уникальный у нас спортсмен. Проигрывая первые раунды, может досрочно закончить бой в третьем, обладая невероятными функциональной подготовкой. Ну а мы ждем оглашения победителя. Да. Чемпионом 8 спортивных игр Народов Республики Саха-Якутия становится боксер из красного или синего угла. Сейчас услышим. Поздравляем Александра. Всех поклонников бокса Нерюнгринского района. Александр Литовченко становится чемпионом 8 спортивных игр Республики Саха-Якутия. Как говорится, опыт взял верх над молодостью, да? Да, Александр Самойлов обнимает своего воспитанника. И на ринг поднимается следующая пара боксеров. Это весовая категория до 71 килограмма. Борис Исаев, Мирнинский район, Прокопий Яковлев, Сунтарский улус. Как я уже сказал, у нас Прокопий Яковлев обладает невероятными физическими данными, невероятной выносливостью. А вот Борис Исаев — это, ну, наверное, один из самых техничных, самых опытных боксеров чемпионата. У него хорошие навыки. В этом году он боксировал на всероссийском соревновании «Знамя Победы», которое прошло в Серпухове. Но в первом бою он проиграл будущему победителю.
Да, в прошлом бою Исаев одержал победу без боя, так как на бой не явился его соперник Александр Николаев из Вилийского Улуса. А Прокоп Яковлев со счетом 5-0 победил Никиту Малгина. Но это был у него очень университета. сложный бой. Вообще у Прокопия не бывает простых боев. Это всегда биг драма шоу, всегда заруба. Но посмотрим сейчас. Очень интересное противостояние. Техничный спортсмен против такого парня с мексиканским стилем. Парень с мексиканским стилем, это у нас Прокопий, сейчас пойдет вперед. Я практически в этом не сомневаюсь. Но у нас начинается бой. Да, противостояние левши с правшой. Борис невероятно техничный и чувствительный спортсмен. Также я хотел сказать, что у него вообще боксерская семья. Два его брата, они являются тоже мастерами спорта по боксу. Они также боксировали в мое время. Кирилл Исаев, Алексей На Исаев. детях Азии, да? И на детях Азии, и на чемпионатах России они боксировали. Мы уехали после окончания университета в Пермский край. Отец Бориса, он мастер спорта по троеборью. То есть достаточно у него спортивная семья. Но Борис, конечно, очень хороший, очень техничный. Посмотрим, что сможет противопоставить ему Прокопий. Хороший удар, он очень все чувствует и видит. Достаточно спокойно, расчетливо боксирует. Мы смотрим, как он бьет под углами. Вот очень хороший удар сейчас заносит. Такой апперкот с передней руки. Ну, Прокоп Яковлев более выжидающей манеры работает, да? Ну, скорее, со второго раунда он будет включать. Вы знаете, я вот сейчас, наблюдая за боями Прокопия, я даже не делал акцента на первый раунд, потому что я уже еще до боя знаю, что первый раунд он практически 100% проигрывает. Практически 100% всем, с кем бы не боксировал. Гораздо меня больше интересует, что у нас будет во втором и третьем раунде. Вот смотрим, он взрывается серией, но Борис очень удар. сильно встречает, очень хорошо. Бьет по корпусу, очень грамотный Борис, боксер. Мы видим, что он не заряжается на голову, спокойно все делает, без эмоций. Не пытается досрочно завершить бой. Скорее всего, он также знает о том, что Прокопий парень выносливый и очень хорошо держит удары. Да, и старается работать в корпус, чтобы сбить ему дыхание. Да, конечно. И вот отличный удар. Он приучил, несколько ударов нанес по животу. И когда Прокопий опустил руки, он пробил ему ровно в челюсть. Хороший удар нанес. Ну, честно говоря, на такой бокс приятно посмотреть. Очень грамотно боксирует Борис. Серию выбрасывает такие. И ну, посмотрите, как он защищается. Опущенные руки. Микродвижение. Он убирает подбородок. Все на микродвижениях. Но очень грамотно все делает. Раунд заканчивается, даже гонг не слышно. Так, представим нашего боксера из красного угла. Борис Исаев, ему 27 лет. Он представляет родом из поселка Айхал Мирнинского района. Боксом занимается 15 лет. Он является мастером спорта России. Счет боям не ведет. Он чемпион республики и победитель первенства Приволжского федерального округа и победитель первенства Росгвардии России. Первый тренер Семилетов в настоящее время тренируется под руководством тренера Вячеслава Делеу. У Бориса здесь внушительная поддержка. Но мы смотрим, нам показывают Прокопия, и секунданты ему предлагают еще взвинтить темп. Конечно, задача эта непростая, потому что Борис это все гасит грамотно. Снова Борис в центре ринга, он защищается, просто перекрыл. Но Да, вот сейчас очень... как ты предполагал, Василий, Прокопий начинает
ожесточенную атаку. Да, то есть он такой мощный тотальный прессинг устроил прямо в начале раунда. Но посмотрим, как с этим прессингом справится Борис. Я думаю, что, наверное, Борис — это один из самых мастеровитых соперников Прокопия. С которым ему доводилось Да, встречаться, да. да? Ну, как говорится, нашла коса на камень, да? Да, потому что здесь и у Бориса очень хорошая функционалка. И плюс еще и все-таки боксерская IQ. Он грамотно боксирует, Ну, без эмоций. Наверняка Слава Делеев подсказал ему то, что надо работать по корпусу, да, чтобы сбить дыхание. Я думаю, и также он ему еще и посоветовал не спешить. А вот смотрим, Прокопий доносит первый свой удар. И взрывается серией, выбрасывает такую затяжную серию, многоударную. Борис, конечно, хорош. Смотрю и просто, ну, так можно сказать, восхищаюсь вот этим мастерством, как он чувствует. Но и Прокопий доносит несколько ударов до цели. Еще удар от Бориса. Градус боя повышается, да, накал страстей. Конечно же, Прокопий раскроется в полной мере именно в третьем раунде, который я с нетерпением жду. Ой, как он встречает хорошо. Очень собран, очень внимателен. Да, боксеры достойны друг друга. Никто не хочет просто так отдавать победу. И выкладываются на все 100. Даже на 110%, да? Хорошая серия. Прокопий, он такой немножко корявый, бьет размашисто, но это создает для его соперников определенные сложности. Он нестандартный боксер, непонятно, откуда вылетит удар и по какой траектории он пойдет. Он очень вязкий. Ну как защищается он хорошо. Мне пропускает. О! Да, какие мы Вылетает видим. капа, вылетает капа. Литовченко подсказывает рефери то, что вылетела капа. Исаев. Да. Да, какие мы видим конкурентные бои, да. То не финал, то... Действительно, это, Да. я говорю, это одни из самых таких зрелищных соревнований за последнее время, на которых я присутствовал. Да, это говорит о том, что уровень боксеров нашей республики повышается. Несомненно, повысился. Под конец раунда Прокопий проводит такую мощную атаку. Да. В синем углу в продолжении к бою готовится кандидат в мастера спорта из Сунтарского Луса Прокопий Яковлев. Ему 33 года. Боксом занимается 12 лет. Он кандидат в мастера спорта России. Счет проведенным боям не ведет. Прокопий является победителем чемпионата Дальневосточного федерального округа прошлого года и является чемпионом, неоднократным чемпионом Республики Саха-Якутия. Первый тренер, заслуженный тренер республики Май Павлов. В настоящее время Прокопий занимается под руководством тренеров Артема Максимова и Игоря Ефимова. Синий угол Прокопий Яковлев, Сунтарский Лус. Вот мы видим повтор Вот боев. этот удар. Да. И вылетела капа от удара, да? Левого бокового. Третий вот раунд сейчас начался, третий раунд. и Я слышал, что секунданты Прокопия также ему просили его тотальный прессинг, еще поднять темп, взвинтить. И очень хотелось бы узнать, что порекомендовали все-таки Борису. Майка, он показывает, что у него не видно пояса. Рефери, к сожалению, почему-то не обращает на это и внимания. приходится боксеру подсказывать. До этого он подсказывал то, что у его оппонента вылетела капа. Вот хороший удар Проходит удар в корпус, Прокопию. да. Идет ожесточенная рубка, обмен ударами. Это, несомненно, нравится зрителям.
Я уже не раз говорю, что у нас Прокопий бывает проигрывает и второй, и Да, третий раунд. какая воля к победе, да? Демонстрирует оба боксера. Но за счет своей выносливости он может досрочно завершить бой в третьем раунде. Ну и мы сейчас посмотрим, сможет ли он все-таки это сделать. Хотя я уже вот обратил внимание, что на Дальнем Востоке, что здесь в финале, все-таки при таком манере ведения боя до финала ему очень много усилий составляет дойти. Он очень много сил тратит. И возраст 33 года уже Прокопию. Конечно, любой организм имеет износ свойства, да? Изнашиваться. Предупреждение. Конечно, Исаева. это... Непонятно, да, за что было это замечание. До этого ни разу не делали замечаний, предупреждений. И вот здесь сразу снимают у нас. Но, конечно же, не будем обращать на это внимание. У нас очень интересный бой. Да, Прокопий не изменяет себе и выкладывается на все 100%. Очень идет обмен ударами. Боксеры из-за шума не слышат команды рефери. Что он делает просто? Да, непонятно, что делает рефери. За что дает замечание, непонятно. Бой заканчивается, истекают последние секунды. Дисквалификация. Да. Как говорится, как бы сказал великий Николай Озеров, такой бокс нам не нужен. Непонятно, за что рефери то ли дисквалифицировал, непонятно, да? И почему-то боксеры продолжают вести бой. Но тем не менее, боксеры ведут ожесточенную борьбу, идет рубка. Отличный бой. Бой закончился. Конечно, было бы посмотреть его гораздо интереснее, без вот таких непонятных решений. Немного омрачил этот поединок, но я надеюсь, что победитель у нас будет определен. Верно. Да, в отличие от уровня бокса, да, судейство уровня как бы оставляет желать лучшего, мягко говоря. Повлияют ли решения вот рефери на исход Я думаю, поединка? конечно, оно повлияет, потому что с двумя предупреждениями этот раунд проигран 10-8 и даже 10-7. Видно то, что боксеры очень сильно устали. Да, качает головой. Исаев недоумевает. Что же произошло? Но я думаю, Да, у нас получилось есть капля дегтя в бочке меда, Да. да? У нас есть грамотный техделегат Сергей Николаевич Берник, который, я думаю, сделает результаты этого боя достойным и справедливым. Проследи за тем, Так, следующий у нас ждет бой в весовой категории до 75 килограммов. На ринг выйдут Эльмар Амаров, городе Кут, и Роман Обутов, Татлинский Улус. Но Эльмар у нас молодой спортсмен 2000 года рождения. А Обутов Роман — это достаточно опытный, уже мастеровитый боксер. И нас ждет интересное противостояние.
нас оглашение исхода боя. И чемпионом весовой категории до 71 килограмма. Послушаем судью-информатора. Республики Саха-Якутия по боксу завоевал боксер синего угла. Да, Прокопий Яковлев. Поздравляем Стал Прокопия чемпионом Яковлева. 8 спортивных игр. Поздравляем Сунтарский Улус и Прокопия Яковлева, его тренеров, с победой на 8 спортивных играх народов Якутии. Да, несомненно, решения рефери повлияли, но, несмотря на это, Борис Исаев да, ведет себя более чем достойно. Да, настоящий джентльмен. Но спорт есть спорт, они сделали все, требуется, все, что требуется от спортсмена. Третий стол. Роман вперед. Четвертый стол. Черноградский. Пятый стол. Мощный. Да, мы видим повтор боя. Команда Мирнинского района подает протест на исход предыдущего поединка. Ну, согласно правилам, подача протеста... В течение 5 минут после окончания боя можно подать протест. И главная судейская коллегия должна его рассмотреть. Просмотровая комиссия, да? Должны просмотреть видеозапись боя. Да, они рассмотрят, посчитают ударов, оценят действия рефери в ринге, ну и уже вынесут свой вердикт. Да, и возможно то, что Роман- имя чемпиона может поменяться. Да, на ринг буквально врывается боксер Татинского Улуса Роман Опутов. Боксер очень опытный, победитель игр «Дети Азии». Является четвертьфиналистом чемпионата России 2018 Да, в года. 2018 году он провел очень хороший бой Четверть с будущим чемпионом мира Глебом Бакши Бакши. из Крыма, да? Я считаю, что тогда он бой как минимум не проиграл. Да. Все это говорит о потенциале, да, Романа Опутова. Действительно, у него очень хорошие данные. И, наверное, при должном и правильном отношении он бы мог добиться гораздо большего. Да, он единственный финалист из Татинского Улуса. Ему противостоит Молодой Эльмар спортсмен Амаров. Эльмар Амаров. Это парень по национальности, он азербайджанец, но родился в Якутии. С детства живет здесь. Еще в 8 лет он пришел тренироваться в спортивную школу. Ну и вот сейчас, в этом году он выиграл чемпионат республики весовой категории до 75 килограмм. И сейчас будет противостоять Роману Обутову. Я думаю, что эти два парня, они оба работают в контрманере. Бой пройдет на дистанции. Рефери в ринге судья международной категории Александр Мынта из Нюрнберга. И мы надеемся, что таких ляпов больше не будет. Да. Конечно, когда сам спортсмен Борис Исаев подсказывает рефери, что у спортсмена майка Надо вылетела, да, или что капа вылетела, конечно. Ну вот, как говорится, да подсказывался. Роман берет инициативу. Свои руки. Да, вот Эльмар будет точечно выбрасывать. Видно то, что Роман очень серьезно настроился на этот финальный бой. Передней руки Да, Эльмару не хватает. И намерен завоевать золотую медаль для своего родного Татинского Улуса. Оба расслаблены. Думаю, что такой оппозиционный бокс у нас и будет. Роману 30 лет. Он старше своего оппонента на 9 лет. Конечно, у Романа соревновательного опыта поболее будет, да, чем... Ну, гораздо больше у него опыта. Эльмар у нас становился призером. И жизненного опыта. Призером по юношам. Но вот здесь он хорошо достаточно попадает с правой руки. Эльмару сейчас нужно, мне кажется, занять центр ринга и держать на дистанции, на передней руке. И на каждую атаку Романа выбрасывает свою правую руку, встречая его, потому что боксирует он с левшой. И да, конечно же, бить по животу и чередовать с ударами по голове. Опасное движение головой.
В отличие от предыдущего поединка, бой проходит более спокойно, да? Ажиотажа большого нету. Ну, оба спортсмена привыкли работать в контрманере, в контратакующем стиле. И будет, Вот, конечно... в отличие от Исаева и Да. Яковлева, да? Ну, конечно, зрителям нравится, да? Как говорится, они требуют хлеба и зрелищ. Конечно же, для спортсменов не есть хорошо пропускать так много ударов. Но зрители это любят. Ну, не только у нас в республике, наверное, любят во всем мире. Я думаю, да? во всем мире это... Вот Первый хороший раунд удар. завершается. Встречает на оттяжке. Все, звучит гонг. Первый раунд позади. Омаров Эльмар думает, что он забирает раунд. Эльмар Омаров — это спортсмен у нас 2000 года. Он представляет город Якутск. Боксом занимается 7 лет. Провел 80 боев, в 61 из которых одержал победу. Является чемпионом Республики Саха-Якутия 2022 года. Также призером первенства Дальнего Востока среди юниоров. Тренируется под руководством Михаила Георгиевича Валя и Лисица Василия. То есть под моим руководством. Мы смотрим лучшие фрагменты. Интересно, конечно, послушать, что посоветуют секунданты. Достаточно напряженным получился первый раунд. Больше, наверное, эмоционально и психологически, чем физически, наверное, спортсмены устали. Нависают друг на друга, очень опасные, создают моменты. Оба работают навстречу. Да, более активно начинается второй раунд с обмена ударами. По выражению лица можно понять, что Роман настроен более решительно. Даже не остаются в клинче, спокойненько расходятся. Вот здесь попадает ударом снизу Эльмар. Здесь вот два хороших попадания. Эльмар пропускает. Да. Не скрою, что я сейчас, конечно же, больше болею за Эльмара и переживаю. Вот именно здесь вот хорошо попадает. Половина второго раунда позади. Одиночными ударами Роман достигает цели. Удары Романа достигают цели. Вот еще раз. Боксеры работают более рационально и экономно, да? Осталась 1 минута до завершения второго раунда. О, вылетела вылетает, капа. хороший удар. Но на этот раз Хороший рефери не удар. сплоховал и увидел, да, как Да. то, что отреагировал вовремя, то, что капа вылетела. Ну, не зря у нас Александр судья международной категории. Да, конечно. Он полностью контролирует ситуацию. Первое замечание дает. Но здесь вес 75 килограмм, поэтому, конечно, здесь еще и не исключаем возможности, что на один хороший удар. Может решить исход поединка, Конечно, да? вот Эльмар снова попадает с правой. Да, бокс — это спорт настоящих джентльменов, да? Ими занимались такие личности, как Александр Розенбаум, Йосиф Кобзон.
видим то, что хотя итоги боя складывались неоднозначно, да? Да, спортсмены всегда жмут руки друг к другу. Никто И, не скандалит, конечно, не возмущается. Ну, это, конечно, итог воспитания тренеров. Так, в синем углу в продолжении боя готовится Роман Абутов. Он представляет Татлинский Луз. Ему 30 лет. Счет боям не ведет. Он является четырехкратным чемпионом Республики Саха-Якутия. Первым тренером, который одел ему перчатки, является Николай Басаин, который до сих пор его тренирует и в данное время секундирует. Вот мы видим повтор. Как Роман Абутов, удары Романов достигают цели. Но Эльмар тоже не остается в долгу. Вот. Вот Наносит этот левый момент. боковой, из-за которого вот вылетает даже капа, да? Последний раунд. Роман бросается в атаку сразу же. Так, мы смотрим на Ильмару. Конечно же, стоит быть чуть пособраннее, внимательнее. Да, Роман Абутов показывает спортивное долголетие, несмотря на различные жизненные ситуации, да, в которые он попадал, но он все равно возвращается на ринг. Быть чуть внимательнее нужно, конечно же, Ильмару. Несколько ударов он пропустил. Вот очень хороший удар по корпусу проводит Роман. Апперкот проходит. Да, Роману стоит только похвалить за спортивное долголетие. Не знаю, увидим ли мы его через 5 лет на ринге Нирбы, на 9-х спортивных играх народов республики. Но все может быть. Да. У нас, в принципе, сейчас по правилам до 41 года можно боксировать. Поэтому вполне возможно, что он и отбоксирует у нас еще и на спортивных играх в Нюрбе. Рефери дает замечание Абутову, что он не слышит команды, более внимательно слышит команды. Переживает рефери. После этого боя на ринг выйдут бойцы весовой категории до 80 килограммов. Шамиль Наурузов, представляющий Мегадангаласский Луз, и Иван Ярыгин, Мирнинский район. Иван Ярыгин, как и Роман Абутов, является победителем международных спортивных игр 2004 года. Вот что значит, да, проведение международных спортивных игр для, Конечно, для детей. Для развития бокса республики эти соревнования, они очень важны. Да, напомним, что в 96 году первый президент республики Михаил Ефимович Николаев провел в Якутске первые спортивные игры. И в следующем месяце они пройдут в городе Владивостоке. С 28 июля по 7 августа в городе Владивосток пройдут летние игры. Ну а именно бокс пройдет у нас со 2 августа по 7 августа. Ну, вернемся к поединку. Боксеры чуть подустали, вяжут в клинче. Остается чуть больше 10 секунд. Да, вот судья хронометрист дает команду, что осталось 10 секунд. Все, звучит Отличный гонг. бой. Бой завершен. Оба боксера уверены в своей победе. Рефери собирает судейские записки. И в скором времени мы узнаем имя нового чемпиона данной весовой категории, чемпиона 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Эльмар приветствует телезрителей. Зрители скандируют то, что победу одержал, на их взгляд, боксер синего угла. Да, отрадно то, что спортсмены проявляют чувство патриотизма. В наше время, да, чувство патриотизма
очень востребовано. Победа одержал звание чемпиона Василий спортивных игр народов Республики Саха-Якутия 2002 года завоевал боксер синего угла. Поздравляем Романа Романа. Абутова с высоким званием чемпиона 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. В весовой категории до 75 килограмм Роман стал чемпионом. Поздравляем весь Татинский улус, тренера Николая Басыина и самого спортсмена. Роман молодец. Зрители скандируют «молодец, молодец». Мы тоже присоединяемся к этим словам. Вот настоящий джентльмен благодарит рефери за проведенный поединок. Готовится к выходу боксер весовой категории до 80 килограмм. Красный угол Шамиль Наурузов, синий угол Иван Ерыгин. Вот про Шамиля Наурузова я хочу особо рассказать. Я с ним разговаривал. Он сказал, что в детстве ему приходилось ежедневно совершать автостопом, преодолевать 30 километров из Нижнего Бестяха до села Майя и обратно, в любую погоду, в любое время года. Ради бокса, к сожалению, в Нижнем Бестяхе секции бокса не было, и поэтому Шамилю приходилось каждый день преодолевать по 30 километров, стоять на дороге, ловить машины автостопом. И он говорил, что в первое время там, почти большинство машин не останавливалось, из 20 там редко одна машина останавливалась. Но потом водители стали узнавать маленького спортсмена, стали поддерживать и сами даже начали останавливаться. И вот на протяжении 5 лет маленький Шамиль постигал азы бокса в селе Майя Мегренгаласского улуса. У заслуженного тренера Василия Юрьевича Шестакова, который в данное время ему и секундирует. Шамиль у нас становился чемпионом вооруженных сил России. Ну а Иван Ерыгин — это, конечно, один из, опять же, возрастных спортсменов. Он боксирует очень давно, он являлся и победителем Дети Азии, победителем Дальнего Востока. Ивану 34 года, Шамилю 28 лет. Иван вообще у нас в основном боксировал в весовой категории 69 килограмм. После того, как он завершил активную свою карьеру, перешел в 75. Ну а вот сейчас боксирует в весовой категории 80 килограмм. Посмотрим. После окончания школы Шамиль занимался в Красноярске боксом под руководством у нашего заслуженного тренера республики Александра Иванова. Да. А потом вместе с ним уехал Владимира в Красноярск. Иванова, извиняюсь. Да, Владимира Иванова. Владимира Петровича Иванова. А потом вместе с ним уехал в Красноярск и представлял Красноярский край. Да, долгое время Владимир Иванов работал тренером, плодотворно работал тренером в Нерюнгрильском районе. Да, здесь более тяжелая весовая категория, да? Стиль боя не такой быстрый. Здесь более увесистые удары, да? Уже здесь стоит быть гораздо внимательнее. Но пока мы смотрим, конечно, в габаритах Иван уступает, но он все-таки идет вперед, завладел инициативой. Ну, посмотрим, как справится с этим давлением Шамиль. Шамиль по национальности чеченец. Школьные годы провел в поселке Нижний Бестях, как я уже говорил. И ездил ежедневно в село Майя, конечно. Иван Ерыгин у нас с Мирнинского района, но после 9 класса поступил в училище Олимпийского резерва, где... Занимался у Александра Леонова, да? Александра Петровича Леонова. Да. Еще одного заслуженного тренера нашей республики. Первый раунд начинается с разведки. Но вот Иван пытается такими сильными, акцентированными ударами достать до Шамиля. И где-то, возможно, чуть торопится, спешит. Да, ему стоит искать удачу в ближнем бою, скорее всего, да? Да. А Шамилю стоит встречать своего соперника Да, прямыми стоит ударами, что он и делает. Напомним, что Шамиль является двукратным чемпионом спортивных игр. Первый раз он стал чемпионом игр в 2014 году в селе Намсы.
И спустя 5 лет, в 2019 году, в селе МГ защитил свой титул. Посмотрим, удастся ли ему стать трехкратным чемпионом спортивных игр. Да, мне тоже, конечно, это очень интересно. Но пока я вот смотрю, разница в габаритах вообще не смущает Ивана. Он смотрится достаточно неплохо. Вот наносит удар свой. Но пока еще ни тот спортсмен хорошенько не приложились. Да. Жестко не попали. Но впереди еще 2 раунда. Первый раунд завершается. Я знаю, что Иван по мере возможности, он постоянно у нас в спортзале, поэтому, думаю, проблем с выносливостью у него не будет. Мастер спорта России. Шамиль Наурузов отдыхает в красном углу. Он мастер спорта. Ему 28 лет. Представляет Меган Гангаласскую Улус. Боксом занимается 14 лет. На ринге провел 76 боев. 67 одержал победу. Он чемпион Республики Саха-Якутия и победитель первенства вооруженных сил России. Первый тренер Василий Шестаков, который в данное время ему и секундирует. В настоящее время тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Саха-Якутия Шестакова Василия. Красный угол, Меган-Гангаласский район, Шамиль Наурузов. Да, начинается второй раунд. Звучит гонг. Второй раунд начался. Спортсмены получили ценные указания в углу от своих тренеров. Иван залетает во второй раунд с таким хуком акцентированным. Столкновение головами у нас получилось. Рефери открывает счет. Бой продолжается. Но рефери дает замечание боксеру с красного угла. Шамиль с этим не согласен. Такой силовой обмен. Да. Джеб. Градус боя повышается. Ну вот мы смотрим, если Шамиль до предупреждения боксировал достаточно спокойно на дистанции, то после Но тут предупреждения... он завелся, да? Да, он завелся и пошел вперед. Потому что понимает, что предупреждение снимает с него очки. Предупреждение — это практически проигранный раунд. Остается 1 минута во втором раунде. Столкнул, получается все-таки столкнуть у Шамиля Ивана. Но где-то вот он все-таки проваливается. Да, ну Шамилю стоит работать на дистанции, скорее всего. Завелся. Капа упала. Иван поднимает капу с пола и готовит свой урок обратно. Такой очень вязкий бой, Да. много толкотни, борьбы. В отличие от более легких весовых категорий, здесь идет вязкая борьба. Не особо привлекательная для зрителей. Спортсмены сходятся в клинче. Последние 10 секунд. Заканчивается второй раунд. Ну и мне кажется, что третий раунд будет решающим. Да, несомненно.
Так, в синем углу отдыхает 34-летний мастер спорта Иван Ирыгин. Так, сколько лет боксом занимается, он не написал. Счет поян не ведет. Является чемпионом республики, чемпионом спартакиады Дальневосточного федерального округа и победителем всероссийского турнира класса А. Первый тренер Степыка и первые тренера Степыка и Александр Леонов. Иван уже не менее, я думаю, 15 лет занимается боксом. Значит, в 2004 году, Да. он уже в 2008 году он был победителем международных игр спортивных «Дети Азии». Да, третий раунд начинается, и нас ждет, скорее всего, ожесточенная рубка, да, никто не будет уступать. Посмотрим сейчас. Иван идет вперед, инициативой хочет завладеть. Шамиль встречает. Врезаются спортсмены. Да, попадает Шамиль. Конечно, Ивану стоит более внимательным быть. То действительно такой вес, где каждый удар, особенно встречный, может изменить исход боя. Истекает первая минута третьего раунда. И, скорее всего, победит тот, у кого останется больше сил. Но сейчас я вижу, что вот Иван выглядит, конечно, достаточно свеже. Плюс инициатива в его руках. Хотя по точным попаданиям, конечно, нужно считать более внимательно. Но такой достаточно вязкий бой. Вот, Шамиль попадает встречными ударами. Иван уходит от боковых ударов. Половина раунда позади. Оба устали, мне кажется. Да, оба боксеры устали, возрастные. Вот хорошее попадание было от Ивана Ирыгина. Но несмотря на усталость, Еще один удар. проявляет волю, характер, волю к победе. Остается минута. Удар по корпусу. Но мне кажется, концовку, конечно, Иван Ирыгин выглядит чуть лучше. Концовку третьего раунда. А если учесть, что второй раунд он выиграл за счет еще предупреждения, то, конечно же, Шамилю сейчас стоит приложить максимум усилий для того, чтобы изменить ход боя в свою сторону. Осталось чуть больше 20 секунд. У У Шамиля открылось встречка. рассечение. Остается 20 секунд. Я думаю, что проблем не будет. Бой продолжит. Да, ты оказался прав. Бой продолжается. Неистовая поддержка команды Мирнинского района. Оу. Поскользнулся или от удара это? Здесь, я думаю, равновесие потерял и удар повлиял, но это не было каким-то потрясением для него. То есть не жесткий удар. Да, бой подходит к логическому концу. Все, звучит гонг. Хороший бой, хорошие эмоции. Боксеры благодарят друг друга за проведенный бой. И исход боя решат судьи. Сейчас будет проведен подсчет судейских записок. Болельщики Мирнинского района скандируют «Мирный, мирный». Но бой был далеко. Победные скидывают руки. Ну, бой был далеко не мирным, да? Бой был далеко не мирным.
единогласным решением судей 5-0. И звание чемпиона Послушаем судью-информатора. весовой категории до 80 килограммов возьмут спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по боксу завоевал боксер синего угла. Поздравляем! Поздравляем Ивана Ивигина Поздравляем Ивана со званием и чемпиона 8 всю спортивных. команду Мирнинского района. Да, к сожалению, Шамилеву не получилось третий раз стать чемпионом спортивных игр. Вот, настоящий джентльмен. Ну а у нас ожидает следующая финальная пара до 92 килограмм. Это Исаев Сергей против Укоева Сергея. Исаев Сергей вчера. Борис Савин, Намский По правилам, да, соревнований, весовой категории до несмотря на то, что неявку соперника на бой, ведут неявки Намского Луза Бориса Савинова. Звание чемпиона 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по боксу завоевал боксер красного угла Петр Егоров, Мегинокандалский луз. да, поздравляем Петра Егорова С очередной победой. да, со званием, с высоким званием чемпиона спортивных игр. К сожалению, бой не состоялся. Петр Егоров одержал досрочную победу. На ринг выходят боксер весовой категории до 92 килограммов. Сергей Исаев, Нерюнгрийский район, и Сергей Укоев, Намский улус. Сергей Исаев вчера сотворил такую небольшую сенсацию, боксируя против действующего чемпиона Дальнего Востока, проигрывая 2 раунда. В 3-м раунде он смог завершить бой досрочно и вышел в финал. Кандидат в мастера спорта, представляющий Нерюнгрийский район, Сергей Исаев. Кандидат в мастера спорта, представляющий Намский улус, Сергей Укоев. Отличный бой. Я думаю, нас ожидает Сергей Исаев. Это, опять же, вчерашний юниор, который в прошлом году стал победителем Дальнего Востока среди юниоров, где из 3 боев 3 боя он закончил досрочно. Ну а на первенстве России он проиграл будущему победителю. Вчера он сделал небольшую сенсацию. Посмотрим, что он сможет продемонстрировать в этом бою. Да, посмотрим. Сергей Укоев у нас на Дальнем Востоке не боксировал ни по юношам, ни по юниорам. Так, каких-то больших достижений на российском уровне у него нет. Но он гораздо старше, гораздо, может быть, увереннее в себе. Ну, посмотрим, как сложится бой сегодня. Ну, на ринг сегодня выходит второй боксер по фамилии Исаев, но не однофамильцы, да? Да, просто однофамильцы. Популярная фамилия, получается, в боксерской среде. По крайней мере, в нашей республике точно. Ну, фамилия Укоев тоже известна в республике, да? Да, Баир Укоев — это борец, неоднократный чемпион республики Дальнего Востока. Мы смотрим, Сергей у нас тут проводит такую хорошую атаку, пытается решить вопрос преимущества в силовой манере, доносит хороший хук слева и цепляется. Да, 92 килограмма это большой вес, где... И да, здесь вот, конечно же, возраст все-таки имеет значение, потому что тяжеловесы, они становятся настоящими, когда... в более зрелом возрасте, В более да? зрелом возрасте, да. То есть редко можно встретить хорошего там, молодого же. Конечно, бывают исключения, как Майк Ну, Тайсон. Сергею Исаеву всего 19 лет, а Сергею Укоеву 28 лет.
практически 10 лет разница. Ну, сейчас можно было увидеть глаза Исаева. На мой взгляд, они были отрешенными. Ну, сейчас мы Особого посмотрим. огня в его глазах не было. Мы посмотрим. Я просто видел его ни в одном бою. И на Дальнем Востоке он, казалось бы, там проигрывая какие-то бои, одним ударом решал исход поединка. В принципе, как и вчера произошло. Но посмотрим. Конечно же, Сергею Видно Исаеву то, что нужно Исаев, да, побаивается своего соперника. побаиваться, возможно, но ему нужно быть гораздо более внимательным, то есть не расслабляться, не терять концентрацию. Вот, да, пропускает. Пытается боковой. что-то сделать, может быть, через страх какой-то, преодолевая себя, но, тем не менее, выбрасывает удары. Ой, очень сильный удар пропускает, но остается на ногах. И под занавес боя он все-таки попадает. Хороший боковой удар. Красноголовый продолжение боя находится представитель Ленинградского района Сергей Исаев. Да, Сергею Исаеву всего 19 лет. Он кандидат в мастера спорта. Боксом занимается 6 лет. На ринге провел всего 32 боя. Из них 26 одержал победу. Он является победителем первенства Республики среди молодежи и победителем первенства федерального округа также среди молодежи. Первый тренер Сергей Кожемякин. В настоящее время тренируется под руководством тренеров Самойлова и Григорьева. Мы видим, насколько разная атмосфера сейчас в разных углах ринга. Если в красном углу Сергею Исаеву что-то очень эмоционально объясняет Александр Самойлов, то в синем углу ринга Сергей Укоев очень спокоен, ну и уверен в своих силах. Вот доносит О, удар. да. И судья открывает Я уже счет. говорил, что Сергей может донести удар, Да. и он это О, делает. сечка еще, да? Плюс сечка не стоит, многие недооценивают Сергея Исаева, а он обладает, он хорошо держит удар и сам может пробить. Что сейчас мы увидели? Ну, посмотрим, как сложится бой. Нужно в любом Да. случае быть Какой из гораздо двух- более внимательным. Какой из двух Сергеев одержит победу, да? Ну вот тоже охладил пыл. Да, наступательный пыл Укоева. Конечно, это был серьезный удар, и я думаю, что сейчас, Да, попался на встречный удар. да, Сергея мы видим, он стал гораздо более аккуратным, он практически не атакует. Он практически не атакует, встал в центре, занял центр ринга. Да, у Укоева сечка. Но я надеюсь, что все-таки бой продолжится. Если сечка у нас в результате удара, да, образовалась, и спортсмен не может продолжить, то я думаю, победа будет присуждена Сергею Исаеву. Да. Вообще врач не имеет права какую-то помощь оказывать. Он только принимает решение, сможет ли он продолжить бой или нет. Но посмотрим, насколько будет сейчас вот Сергею Укоеву просто пойти вперед снова завладеть, потому что удар он пропустил действительно очень тяжелый. Но вряд ли он... Остудил его пыл сильно. Нет, вряд ли он еще хочет повторить. Конечно. Получить Поэтому, такой же смотрите, удар. он уже практически не атакует. Он дергает, но так не летит. На пролом не летит, да? Да. Сломя голову. Плюс сечка, она закрывает глаз. Вот Сергей Исаев доносит удар с правой. Рефери показывает, что Сергей Исаев бьет открытой перчаткой. Да, но рассечение все-таки серьезно у Укоева.
Еще удар доносит Исаев. Снова обмен. И снова я думаю, что Укоеву этот обмен совсем не нужен. Еще удар. Вяжет Сергей Укоев. Здесь бьют очень много, но все мимо. Ох ты, как он все-таки чувствует этот момент удара. О, пропускает, да, Исаев. Пропускает, но стоит. Стоит на ногах и даже нет намека на то, что он потрясен. Конечно, Да. этот раунд много сил отнял у обоих спортсменов. Да, в синем углу продолжение боя готовится Сергей Укоев. Он представляет Намский Улус, ему 28 лет. Боксом занимается 17 лет. Спортивный разряд, то есть звание кандидат в мастера спорта. На ринге провел 48 боев, из них 40 одержал победу. Он призер всероссийского турнира «Колоса» памяти Александра Федотова, финалист спартакиады спортивных игр народов 2019 года и призер чемпионата войск Росгвардии. Первый тренер Пудов. В настоящее время тренируется под руководством тренеров Маркова и Терентьева. Вот теперь, мне кажется, Сергею Укоеву нужно быть чуть активнее. Раунд забрал много сил предыдущий у обоих спортсменов. Ну и если учесть, что был достаточно хороший нокдаун, то непонятно, как предыдущий раунд отдали судьи. Очень хлестко бьет Да. Сергей Укоев. Идет обмен ударами. Вот здесь мы Наступает Сергей смотрим, наносим Исаев, да. удары, и почему-то Сергей Укоев все принимает на себя. Думаю, делать этого вообще не стоит. Заканчивается первая минута третьего раунда. И даже уже, казалось бы, после первого раунда уже все очевидно у нас. О, Сергей Исаев пропускает сильные удары. Но стоит. Да, все принимает на себя, не уклоняется. О, даже приседает. Подскользнулся он или что? Остается еще целая Полторы минуты. полраунда. Концовку, конечно, в этом раунде предпочтительнее смотрится боксер синего угла, представляющий Намский Улус. Да, идет вязкий бой. Исаев устал. Слишком низко наклоняется. У него уже 2 замечания. И сейчас может получить предупреждение. Ой, пропускает. И вот здесь, мне кажется, он потрясен. Осталось полминуты до гонга. Сейчас они Остановка поправят. боя. Бой
продолжается. Сергей Укоев ожесточенно атакует. Все, звучит гонг, бой закончен. Гонг. Ну здесь, я думаю, конечно, у нас уже понятно, кто является победителем. Все-таки третий раунд и первый раунд, они достаточно очевидные были. Да, боксерская программа подходит к концу. Сейчас на ринг выйдет заключительная пара. Супер тяжелая весовая категория. Красный угол Алексей Шахов, Алданский район. К нему будет противостоять Петр Константинов, хозяин ринга. Сейчас мы узнаем имя победителя. Сергей Укоев уверен, что именно он одержал победу. Победу одержал и звание победителя 8 спортивных игр народов Республики Саха-Якутия по боксу среди мужчин весовой категории до 92 килограммов завоевал боксерец синего угла. Мы поздравляем Сергея Укоева и всю команду. Завоевал золотую медаль. И благодарим Сергея Исаева, что он все-таки смог небольшую интригу в бою у нас создать. Да, он не сдался, да, на милость победителя. Конечно, и во втором раунде донес хороший удар. Ну а сейчас у нас хэвивейт. И это интереснейшее противостояние. Да, многоопытный, титулованный боксер Алексей Шахов. И ему будет противостоять молодой боксер Петр Константинович Усалданского улуса. Константинов Петр вчера отличный бой продемонстрировал. Он обладает, несмотря на свои габариты, хорошей выносливостью. Да, вчера Шахов за явным преимуществом победил Владимира Иванова из Горного, а Петр Константинов победил Альберта Романова из Чарапчи. Ну что у нас? Заключительная финальная пара. Да, нас ожидает не менее интересное противостояние. Мы видим хозяина ринга Петра Константинова. И слышим барабан мощной группы поддержки. Алексей Шахов, представитель Алданского района. Мы видим на экране Алексея Шахова. Спортсмен очень опытный. За его плечами очень много поединков. Но он пробует последние годы, он пробует свои силы не только в боксе, но И смешанных единоборств. смешанных единоборствах. Алексей всегда очень так спокойно выглядит. Никаких эмоций на его лице. Ну, посмотрим. Центр ринга занимает Алексей. Джеб по корпусу. Снова показывает, что будет бить в живот. Я думаю, что вот этими движениями он сейчас заставит отпускать руки Константина. Местные болельщики скандируют «Усалдан, Усалдан». Вот, хорошо подловил. Да, Алексей Шахов наносит Ну, ошеломительные еще удары. Рефери в ринге Александр Саморцев, судья международной категории. Поэтому я думаю, здесь у нас бой пройдет по всем правилам, и все будет решать именно спортсмены. Еще один удар сбоку. Ну, Константинов очень хорошо держит удары пока. Ну, Алексей Шахов очень уверен, да? Да, я вот смотрю, он так постоянно поддергивает, показывает, что будет бить по корпусу. Вот здесь, хотя сам натыкается сейчас.
Я не знаю, в каком сейчас состоянии Алексей, там, тренируется он или нет, но я так думаю, что он всегда в неплохой физической форме. А вот Петр, он вчера по бою показал, что действительно очень сильный удар пропустил. Да. И судья открывает счет. И продолжает, не дает добить. Хотя нам показалось, что он готов открывать счет. Алексей показывает правой и уже несколько раз доносит левый боковой. Снова показывает по животу и бьет сбоку по голове. Но это распространенный боксерский финт, боксерский Пошла обман. последняя минута первого раунда. Несмотря на то, что это тяжеловес, уже несколько ярких моментов было в первом раунде. Шахов меняет стойку на правостороннюю. Ударил по печени, перевел на голову, еще удар. Теряет баланс, равновесие. Да, Алексей поскользнулся. Последние 10 секунд. Еще один удар, хороший донос. Да, Алексей Шахов единственный финалист от Алданского района. Да? Как мы уже говорили, ему 31 год, боксом занимается 10 лет. Он мастер спорта России, счет проведенным боям не ведет. Он чемпион 5-х, 6-х и 7-х спортивных игр народов Якутии. Первый тренер его родной отец. В настоящее время тренируется под руководством тренера Валентина Семеркова, Александра Самойлова. Я думаю, что Алексей просто уже сбился со счета своих боев. Действительно, он у нас, если я не ошибаюсь, 87-го года рождения. И в боксе достаточно давно, много боев у него было. Мы видим тренера Петра Константинова Иванова Илью Петровича, который говорит не терять концентрации. Да, Алексей начинает раунд с активных атак. В принципе, Алексей достаточно уверенно боксирует. Но вот сейчас вот второй раунд он решил начать так более агрессивно, забрать инициативу. Да, видимо, в углу ему подсказали, что пора переходить более к решительным действиям. Попадание с правой руки. Да, еще раз попадает. Интересный финт исполнил Петр Константинов. Поднял ногу, ударил с руки. Обоюдное попадание. Хороший размен. Но видно то, что оба боксера очень хорошо держат удары. Я думаю, что все-таки сейчас Петр, он чуть лучше функционально готов. Алексей все-таки боксирует за счет мастерства. Он не торопится. И вот такой экономный вариант боя ему гораздо более выгоден. Скандирует Петя, Петя. Ну да, мастерство, опыт, есть опыт. Попадает. Да, Алексей попадает. Два хороших. Идет размен ударами.
вытягивает на себя Алексей Шахов Петра Константинова. Опускает руки. Да, Последние секунды раунда. последние 10 секунд. Раунд закончен. Видно, Да. Алексей задышал. К заключительному раунду готовится Петр Константинов, хозяин ринга. Ему 22 года. Он родом из небольшого села Кыллаи. Боксом занимается 7 лет. Счет боям не ведет. Он двукратный вице-чемпион Республики Саха-Якутия. И второй призер всероссийского турнира класса А в городе Магадане. Первый тренер Владимир Бочкарев. В настоящее время тренируется под руководством тренеров Ильи Иванова, Константина Горохова и Виктора Егорова. Утром его вес составлял 106 килограмм. Вес Алексея Шахова равен 95 килограмм. То есть разница в весе почти 11 килограмм. Вот снова. Удар пропускает. Снова клинч у нас. Осталось 2 минуты до завершения боя и всей боксерской программы. Устал и Алексей, по-моему, и Петр. Много промахиваются. Да, конечно, затратили много энергии. Не достает Константинов вот это. А вот здесь неплохо встречает. Боксировать еще чуть больше минуты. Вот отличное попадание от Петра Константинова. Ну, вот здесь отвечает уже Алексей. Да, Алексей взрывается. Много возни, но видно, устали спортсмены. Остались 30 секунд до завершения боя. Вот сейчас как раз-таки разница в весе должна была помочь Петру столкнуть Алексея канатом. Алексей попадает. Последние 10 секунд. Все, бой закончен. Бой окончен. Сейчас осталось дождаться результатов. Также пока мы еще не знаем, у нас в 3 весах победители не определены. Это весовая категория 54 килограмма. Это весовая категория 63,5 килограмма. И, если не ошибаюсь, это 71 килограмм был подан протест. Ну, сейчас мы, думаю, все узнаем.
скандируют «Усалдан, Усалдан». На экранах мы видим Петра Константинова и его тренера Илью Иванова. Зрители скандируют «Усалдан, Усалдан». Победа Это финальный заключительный бой. Победу по счету 4-0 завоевал Алексей Шахов. Поздравляем Да, Алексея. Алексея Шахова. Он стал четырехкратным чемпионом спортивных игр народов Республики Саха-Якутия и принес для родного Алданского района золотую медаль. Ну и Петра Константинова поздравляем с серебром. Отличный На бой. этом, да, боксерская программа 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия завершена. Так, в течение 3 дней мы увидели, 4 дней увидели немало прекрасных боев. Финал был это апофеоз, наверное, этих соревнований. Отличные бои, конкурентные. Я надеюсь, что следующий чемпионат нас ждет не менее захватывающие, интересные финальные бои. Уважаемые телезрители, национальная вещательная компания «Саха» завершает свою трансляцию. Для вас работали комментаторы Родион Кривогорницын и Алексей Шахов. Всего доброго, до следующих встреч!